Привітання, поважані сябри. Ми зараз знаходимося у нашому парку недобудованим. І сьогодні поговоримо про таку річ. Літерально на днях тут відбулася зустріча з господаринею Наталією Качановою. Я думаю, що всі ви її знаєте. Зустріча проходила у Ліді, і туди були запрошені так само два чоловіки з Березовки. Це Віталій Ташурик і Сергій Пантус. Будь ласка, попрошу вас, господарство, поділитися вашими враженнями від цієї зустрічі. Сергій, будь ласка. По-перше, я хочу одразу сказати, що витримка у господарині Качанової железна. Достатково жорстке питання, вона вміє говорити. Я б це обозначив як такий професійний демагог на емоційне питання людей. Вона просто робила, що ні, це не так, там, з полжартами, такими, з усмішками. А вона достатково на навпростове питання, ось, наприклад, я задав питання про товариство білоруської мови, про державну підтримку білоруської мови. Я не ведаю, я довідуюся, не ведаю. Наскільки довідується, це покаже час. Але враження у мене таке, що це була хоч і розвідка боєм, вивчати настрої громадства, і на моєму міркуванні це найперш протестні настрої. Будь ласка, Віталій. Для мене пані Качанова, вона виявляється таким чоловік-телевізор. Я раніше думав, що вона вельми відданий чоловік для свого начальника Лукашенки, з усіма плюсами і мінусами. А тут я просто побачив особу, яка не має нічого свого особистого. Я не транслятор, я не транслюю те, що говорить Лукашенко. А врешті-решт, наприкінці нашої зустрічі, вона навіть і риторику його повторяла. Мужики, і жінки. Так що, коли брати алегорію шахматами, я не ведаю, тут худший за все пішки. Не глядячи на високий статус. Ось вас запросили на цю зустрічу. Не пошкодували ви об тим, що ви туди поїхали, звернулися на цю зустрічу? Бо я ведаю, що у Ліді шмат людей запрошали, але не всі пішли. Многие люди сказали, мовляв, нам нема про що з нею говорити, вона нам ця зустріча нічого не дасть. Що вам дала ця зустріча і це не шкодується, що ви все ж таки туди пішли? Я не пошкодував, я міркую, що на такі зустрічі потрібно ходити, потрібно задавати питання. Ось ми з дозволу господарині Качанової вели аудіозапис, записали цілком всю розмову, роздали журналістам, щоб не було ніяких питань, що ми там неправду говоримо, це неправду. Є аудіозапис, доступний на сайтах незалежних сродків масової інформації, можна прослухати цілком, кожен зробить основу свою. Але докладно треба ходити, щоб люди навпрост, не тільки вузьке коло запрошених могло це послухати, щоб люди навпрост чули, як відносини у влади до людей, і зробити свої висновки. Ще хочу нагадати таку околічність, що з'явився артикул про поїздку Наталії Качанової у Ліду, у Совєтській Білорусь сьогодні. Там про нашу зустрічу не згадується, а тільки про ту зустрічу, яка була на лакокрасках, на лакофарбах. І, зрозуміло, там були особливо запрошені люди, які задавали питання про газони, про ями канави, ще про що-небудь. І там все добре, все конструктивний діалог пройшов. Той ж саме артикул з'явився на сайті райвиконкому про зустрічу. Знову ж ніяких згадків про нашу зустрічу. Це про нечто говорить, що на ті питання, які довелося відказувати на нашій зустрічі, не хочуть транслювати на шматмільйонну аудиторію той же Білорусі сьогодні. Висновки робіть самі. Я цілком згодний зі своїм сябром. Ведаеце, ёсць такое правило, калі вас няма ў сродках масавай інфармацыі, калі вас няма ў інфапрасторы, то вас зусім няма. Мы маглі б таксама зрабіць такі д'артаньянскі выгляд і нікуды не пайсці. Але што гэта азначала б? Гэта азначала б, што налічанне людзей, которые не згодныя з афіцыйным курсам Лукашэнкі, іх няма. Их нема.
не этот самый, мы отсутнічаем у інфармацыйнай прасторы, значит нас няма. Не, мы ёсць, мы будем прысутнічаць, мы будем заявлять свое право, мы будем выказывать свою кропку гледжання. Глядзіце, у Бярозаўцы жыве каля 10 000 чалавек, а тут ёсць шмат даволі актыўных людзей і такіх нібы актыўных людзей. А паклікалі на гэтую сустрэчу чамусьці вас, хлопцаў, звычайных будаўнікоў і нават афіцыйна беспрацоўных. Ну, чаму менавіта да вас звярнуліся, каб вы прысутнічалі на гэтай сустрэчы, як вы думаеце? Ну, я мяркую, яны бачаць небяспеку ў нас. Прычым, я думаю, небяспеку менавіта для сябе. Бо для грамадства мы сябры палітычнай партыі, адной з найстарэйшых партый, дэмакратычных рухаў розных грамадскіх арганізацыяў. Зразумела, это ўсе грамадскія арганізацыі, большасць гэтых грамадскіх арганізацый з'явілася яшчэ да ўсталявання таго рэжыму, які у Беларусі. І партыі нашы прадзяржаўніцкія і прабеларускія, мы думаем пра Беларусь, хочам лепшага для нашай краіны, і нас запрасілі. Ну, я зноў жа кажу маё меркаванне, што яны быццам бы, як Наталля Качанова казала, мне цікава слухаць меркаванні іншых людзей, але ж вот бачыце, это ўсё праходзіць як бы у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі патаемна. Вось, маё меркаванне, што сапраўды бачаць небяспеку, хаця калі вы сапраўды нічога дрэннага не робіце, то чаго вы баіцеся? Вось, то прамацвалі глебу, зноў жа я хочу паўтарыцца, толькі мне такое ўражанне. Ну, со своего боку я просто еще раз нагадаю, что ну, вот той принцип информационной эпохи, ну, ось він працює. Чому нас? Тому что увесь час мы з'являємося в інформаційній просторі з новими ідеями, з новими пропановами. Ну і я погоджуся з Сергієм, у нас яскраво окресленная дзяржаўніцкая позиция. Цалкам беларускацэнтрычная. І ну, я думаю, гэта таксама адыграла свою роль. Я б толькі хацеў дадаць, ідэі не новыя. Ідэі старыя, як гэты свет, просто для гэтай улады яны не тое, што новыя, а просто непрымальныя. Ну, цалкам магчыма. Я просто прыгадаю, што Наталля Качанова такую шпілечку у наш бок. Вось вы ж пратэставалі на пачатку гэтага года супраць інтэграцыі, то бок супраць акупацыі ўсходняй імперыі, а цяпер вы падтрымліваеце ну, яна так завуаліравана акрэсліла аднаго з прэтэндэнтаў, маўляў, ён такі вось пракрэмлёўскі. І вось, ну, чаму вы нас не бароніце? Я толькі хочу сказаць, што мы нікога не падтрымліваем, мы падтрымліваем перамены да лепшага, Беларусь перадусім, а не нейкіх там кандыдатаў. Любы кандыдат, які выконвае закон, любы кандыдат, які не лие хамства з тэлебачання на ўвесь народ, который пасля абураецца ў берасці, што вы мяне аскарбляеце. Ну, ты аскарбляеш, прабачце, вы аскарбляеце ўвесь народ, калі гаворыце, што пры гэтым у тым жа самым сказе, калі што вы мяне аскарбляеце, і пасля зноў жа абазваў сваіх апанентаў жулікамі, жульём, там, ну, это ж не абразы, это так эмацыйнае выказванне. Мне здаецца, ён проста ўжо говорыце. Глядзіце, там акрамя таго, што сустрэча пачалася з маналога Качановай, былі шэраг пытанняў, ці на ўсе пытанні, которые вы задавалі, вы атрымалі поўны адказ? Я не атрымаў ну, калі лічыць тое, што яна звяжацца з спікерам нашага парламента, са старшынём палаты прадстаўнікоў, са старшынёй таварыства беларускай мовы, з Олегам Трусавым, з былым старшынём. Ось, ну, калі гэта так, то можна гэта лічыць адказам, але адказы, што я нічога не ведаю, нічога не знаю. І другое пытанне,
которое я хотел задать, но спадарня Качана сама спровоковала, про Павла Северинца, про те протесты, которые узгадывал Витольд. Ось. Я так само не атрымаў адказ, я сказал, навошта, калі дзяржавай гарантуецца свабода мірных сходаў, мірных шэсцяў, мірных дэманстрацыяў, але калі даеш заявку на дазвол, ніводная з іх не дазваляецца, значыць дзяржава не гарантуе гэтага, і калі падзаконныя акты супярэчаць Канстытуцыі, па той жа Канстытуцыі вяршынства мае Канстытуцыя. Вось. Таму кожны чалавек на мірныя сходы можа выходзіць. Вось. І за гэта чалавека трымаюць па адміністрацыйным справе, которая сама па сабе супярэчыць Канстытуцыі, 10 сутак у карцеры без сродкаў асабістай гігіены, без вады пітной, без змены адзежды і без звычайных пастельных нейкіх мінімальных, той же матрас не далі, на голых дошках чалавек спаў, што вымушаны быў царапаць сабе руку ў знак пратэсту у вобласці Венаў. Ну, гэта ніяк катаванне па-іншаму назваць не знаю. На што яна мне так сказала, я з ім не сядзела, я не ведаю, а вы з ім сядзелі, адкуль вы ведаеце. Ну, гэта не адказ чыноўніка такога рамку. Это можна каля дзе-небудзь на вуліцы сустрэч знаёмую жанчыну і яна ці мужчыну, мужика. І яна так скажа, і ён і яна так скажа. А чыноўнік такога рангу, я думаю, гэта таксама абразліва для мяне прагучала. Вітольд, Што тычыцца мяне, то зрэшты я не чакаў адказаў на свае пытанні. Я стараўся выказаць сваю, нашу пазіцыю беларускацэнтрычную, давесці да яе гэтую пазіцыю, давесці важнасць моманта вось гэтага перад 9 жніўнем да Сергея Васильевича Ложечніка, які таксама прысутнічаў. І ведаеце, што яны адкажуць, гэта ўжо не істотна было для мяне. Ось. А я просто паглядзеў, як паводзіць гэтая жанчына, і в прынцыпе я ўжо нічога не чакаў. Ну, вось гэтая софістыка. Вы сядзелі, вы не сядзелі. Ось. Вы ведаеце, вы не ведаеце. Рэформы. Вот. А якія вы хочаце рэформы? Мы што, хлопчыкі з вуліцы? Ось. Это чыноўнік гаворыць. Я больше ад яе нічога не чакаў. Яна ведае, што мы сказали, што мы заявілі сваю пазіцыю. Вот. Гэтага дастаткова. Калі ёй захочацца удакладніць, няхай тэлефануе. Ну, сапраўды, вось сябры ад яе не чакалі адказаў, які, в прынцыпе, ўсе 25-26 гадоў. Мы нічога тут і не чакаем, і по той спяваецца песня «Чаканне дастала». І таму людзі выказвайцеся пад гэтым відэа, у каментарах. Там будзе далучана таксама яшчэ поўная размова для тых, хто яшчэ не чуў з гэтай спадарні Качанавай. Усяго добрага, усім да пабачэння. Да побачення. Вы же понимаете, что мы пригласили вас, потому что у вас какие-то есть вопросы к власти. Что-то вас не устраивает. Не устраивает в том, что происходит в стране. Или не устраивает то, что происходит в городе Лида. Или еще какие-то вопросы. Поэтому, пожалуйста, вы их обозначите хотя бы. А я уже тогда начну. Если вы хотите, чтобы я вам рассказала, я сейчас вам расскажу про то, что я хотела бы довести до вас, если вы так посчитаете. Мы хотели бы вот узнать, можно вопрос? Давайте. По коронавирусу хотели бы Да, узнать, а то хорошо. мы по телевизору вроде нету, а вроде есть. Есть. Вы нам объясните, что нам, Обязательно. что Хорошо. там, не знаю, маски Ну что? носить, не носить. Все, давайте, тогда я начинаю. Ну, только я еще раз, сидя буду, хорошо? Хорошо. Договорились. Значит, вопрос актуальный, он действительно есть, и это заболевание есть в нашей стране, и оно есть во всех регионах нашей страны, где-то больше, где-то меньше. И, конечно, это одна из пандемий, которая пришла к нам в этом году. Ну, вот такой особенный, как-то у нас тут все вот слилось воедино. И в том числе эти заболевания коронавирусом.
Я вот говорила много раз, и про это вы, наверное, слышали, может быть, где-то, что вообще тогда, когда принималось решение о том, как мы будем выстраивать работу с этим заболеванием, кому-то могло показаться на том этапе, что власти не делают ничего, и вот оно как идет, так идет. Это абсолютное заблуждение, потому что была четко выстроенная аналитическая работа проведена, которая позволила нам, прежде всего, определить, исходя из того, что мы видели уже, что происходило в странах Европы, что происходило в Китае, мы понимали, что прежде всего мы должны иметь места для лечения больных в больницах, для того, чтобы не обвалить систему здравоохранения. У нас должны быть врачи, которые будут лечить эту болезнь. Нам нужно оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, другое оборудование, которое надо. Сегодня я вам немножко позже скажу про это. И поэтому, конечно, было принято решение, проанализировав всю ситуацию, что в принципе принимать меры, которые запрещают нам закрывать предприятия, организации, учреждения, абсолютно неправильно. По одной простой причине, что вирус этот приходит и уходит, а экономика должна быть. Без этого вы ведь понимаете, что для того, чтобы формировать бюджет, за счет которого потом можно реализовывать все социальные программы, финансировать систему здравоохранения, образования, должны работать предприятия. Но и кроме того, не было такой необходимости закрывать, потому что если бы надо было закрыть, абсолютно бы сразу же было бы принято решение о закрытии там границ, о закрытии наших предприятий. У нас такой ситуации не было в стране, которая бы нам вот сказали нам, точно надо это закрыть. Потому что мы видели, что больниц у нас хватает, врачи у нас есть, ну, а страны приняли меры и закрылись от нас, ну, закрылись, значит, закрылись. Конечно, начали работать сразу по той ситуации, которая позволяла нам выявлять очаги заражения. Ну, вы знаете, что первый, этот был у нас иранский студент в Минске, в Витебске были специалисты, которые приехали с Милана с выставки и привезли эту инфекцию, и они вошли первыми. Вот у нас Витебск и Минск вошли первыми в эту историю. Поэтому в Минске и Витебске сегодня ситуация уже другая. Там уже болезнь идет на спад. Там уже болезнь идет на спад, и мы это видим. Но если говорить в целом по стране, я вас смею заверить, что все решения, которые принимались и президентом нашей страны, они находятся на жестком контроле ежедневному президента и сейчас. Каждое утро и вечер мы докладываем о том, что происходит у нас в стране по заболеваемости. И я, и министр здравоохранения, и все губернаторы, потому что он отслеживает полностью всю ситуацию для того, чтобы принимать правильные решения на тот или иной момент. Поэтому мы увидели это, и у нас спокойно работали все предприятия, организации, учреждения. А что было принято? Так было принято так. Значит, там, где необходимо было, перепрофилировали медицинские учреждения под лечение ковид-больных. Это и в Витебске было, и в Минске, потому что там они раньше начали болеть. И начали лечить больных. Ну, вы знаете, что вирус этот, он опознан, и с ним, говорят, мы жили давно, только он не проявлял себя так. Но вместе с тем, то, что нам с ним придется жить, это истина. Пока не будет найдена вакцина, это все прекрасно понимают, ее пока нет. Или пока не будут какие-то лекарственные препараты для лечения этой болезни, которые конкретно лечат эту болезнь. Но такая болезнь специфическая, она у разного проявляется по-разному, поэтому лекарственные препараты у нас есть, которые нам надо, мы это закупаем. И когда мы увидели, что нам не хватает средств индивидуальной защиты, это действительно было, у нас в аптеках пропали маски, их не стало, были перепрофилированы предприятия, которые стали выпускать средства индивидуальной защиты. Потому что мы понимали, что в первую очередь надо защитить врачей, потому что кем бы мы ни работали, врачей мы не заменим никогда. И если там кто-то написал в предыдущий раз, что Качанова сказала, вы знали, куда пришли, когда там мне молодой специалист задавал вопрос по заработной плате, то я вам так скажу, я перед врачами вообще преклоняюсь. И каждый день им говорю слова признательности и благодарности, потому что вот их мы не заменим никто. Но если тут кто-то не врач, то врача мы не заменим. Кем угодно можно пойти работать дворником, там гайки крутить куда-то, а врача ты не заменишь. Поэтому вот такая ситуация. И мы видели, спокойно работали в этой ситуации и работаем. Уже сегодня в Витебске, в Минске открываются учреждения, которые были перепрофилированы, потому что в этом нет необходимости, количество заболеваний уменьшилось. Ровно так и в других городах. Сейчас эта ситуация рассматривается в каждом городе отдельно. То, что эти случаи есть во всех областях у нас, они однозначно есть во всех областях. Единственное, что я еще раз говорю, Витебск и Минск, которые вошли раньше в эту историю, они уже начинают снижаться. Брестская область у нас еще подрастает незначительно, потому что они вошли позже. Брестская, Гродненская,
и Могилевская область, они держались вот как-то позже. И это очень хорошо. Почему? Потому что мы не сразу все входили вместе, и у нас появлялась возможность оказывать высококвалифицированную помощь всем людям. И причем у нас ни один человек нигде не остался без помощи. Выстроенная система начиная от поликлиники, заканчивая санаторным лечением. Человеку оказывают помощь в поликлинике, создались контактные бригады, которые выезжали для оказания помощи. И потом человек в стационаре находится, 88% заболевших – это легкие формы и бессимптомные. То есть это люди болеют, которые даже могут сами не знать. Небольшой процент людей, которые сегодня находятся в стационарах, и еще меньший процент, которые находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Аппарата искусственной вентиляции легких хватает более чем предостаточно, места в больнице есть, врачи есть, средства индивидуальной защиты более чем предостаточно. Я даже Марк Формель мне просили: Наталья Ивановна, посодействуйте, чтобы забрали у нас скорее эти комбинезоны и костюмы, потому что мы нашили, и вот некуда деть. Поэтому вот такая ситуация. Что касается оказания помощи тяжелобольным, сегодня, вы знаете, Центр трансплантологии РУМО, 9-я клиника у нас в городе Минске, где у нас есть отделение интенсивной терапии. Они там делают вообще уникальные операции, мы гордимся этими врачами нашими. Они выезжают в регионы, ровно так, как врачи-инфекционисты, ученые, которые у нас есть с десяток человек, которые ездят по каждому региону. Они были у вас, в больницах, они ходят в эти зоны, где лечатся больные, они переодеваются, они смотрят и выявляют, если человек нуждается в более интенсивном лечении, то их забирают или в Гродно. Ну вот вы знаете, у вас, когда произошло это в Жировическом монастыре, в Слониме, забрали некоторых туда, лечили в Гродно. Или, если человеку надо, забирают в этот институт трансплантологии. Сейчас вы расскажете. Я скажу сейчас. Я знаю, что вы приблизительно скажете. Я только договорю и все. Постараюсь очень быстро. Вот. Забирают для того, чтобы оказывать помощь там. Там у нас есть оборудование искусственной вентиляции легких. Это для тяжелобольных людей, которым делают пересадки. И этих людей лечат там. Но я вам скажу так, что никакой связи с тем, что человек находится на ИВЛ, с тем, что он уже обречен, нет абсолютно. Потому что на искусственной вентиляции легких у нас люди находятся по 2 месяца, их снимают с аппарата, и они успешно выздоравливают и проходят курсы реабилитации. Сегодня 2 санатория есть в Министерстве здравоохранения и 4 в Министерстве труда и социальной защиты, где нашим людям оказывают помощь при долечивании и восстановлении при реабилитации. Это не дешевое удовольствие, это действительно дорогостоящее лечение, но государство идет на это, президент четко поставил задачу – лечить каждого человека, и каждый должен получить помощь. Что происходит на местах, и если тут есть какие-то вопросы возникают, я всякий раз людям говорю: слушайте, пожалуйста, говорю председателям райгорисполкома, главным врачам, я их собирала, встречалась с ними и в Бресте, везде. Если возникает какая-то ситуация, где вы не можете оказать помощь, пожалуйста, сразу через министерство, они очень мобильны. Позвонили, договорились, мы обязательно человека заберем и в Минск, и в Гродно, в областной центр, где ему будет оказана помощь. Тем более, что сегодня у нас работает и санавиация, когда человека можно доставить очень быстро. И вот в прошлый раз, я когда была в Пинске, так там одному врачу даже объявили благодарность. Он вез тяжело больного человека в Минск, сам довез его, и человека спасли. То есть надо быть неравнодушными друг к другу. Мы же зачастую, понимаете, вот так. Ну, где-то там этот не доработал, где-то это не доработал, а потом говорят о том, что вот здравоохранение такое, нормально у нас здравоохранение. Надо только по-человечески каждому выполнять свои функции, каждому должностному лицу на своем месте, где ты работаешь. Поэтому смею вас заверить, да, болезни есть. Сегодня в городе Лиди, я спросила, в больницах более 200 человек, так? Более 200 человек, которые находятся на стационарном лечении. Поэтому мы видим, что Гродно, кстати говоря, в Гродно у вас очень хороший начальник управления здравоохранения Краткова Елена Николаевна. Она действительно, она сама инфекционист, она очень грамотная. Мы ее даже приглашали в качестве эксперта в Минск. Она ездила по больницам города Минска. Ну и потом мы тоже мониторили ситуацию, как оказывают помощь. Я вам скажу, в городе Минске промониторили, и все люди только говорили слова признательности, благодарности врачам за их работу. Ну, в больницах. Вот. Поэтому врачи есть. Лечить, как мы знаем, можно не переживать. Оборудование есть. Все, чего нам не хватает, все купим, все закупаем. Средства на это есть. Поэтому, пришла она к нам, эта зараза. Я всегда говорю, с ней надо не ругаться, а с ней надо дружить. Потому что, вы знаете,
Почему вот правильно было сделано, они закрыли? Экономика. А дальше экономика. Я Евроньюз включаю каждое утро в 6 утра, включила и слушаю. Вот то они говорили там в странах Европы, что да, жизни надо спасать, там все, людей, у них же что пошло? Вот эти интернатные учреждения, дома престарелых, мы взяли под жесткий контроль это все. У нас тоже там были выявлены некоторые заболевания, но мы сразу там локализовывали, не выпуская людей, а наоборот там оказываем помощь. Кого надо, забирали в больницы. Поэтому сегодня можно смело говорить о том, что мы поступили правильно, мы не обвалили экономику, у нас работали предприятия, более того, я вам скажу, я вот была на крупных предприятиях в последнее время, БелАЗ, Нафтан, Пинскдрев, где еще, такие большие предприятия, где численность работающих 9 тысяч, 10 тысяч, там до 100 человек заболевших. То есть это не скажешь, что вот понимаете, вот мы сидим с вами сегодня, вот может посидим, тут может быть и, ну, надеюсь, что все будет хорошо. Мы же благое дело с вами делаем, встречу хорошую проводим. Поэтому и очень избирательно, и я еще раз говорю, что особенно вот эти 2 последних дня показали, что у нас в целом по стране идет снижение, но оно, как правило, к выходным снижение. В выходные люди меньше обращаются. В понедельник, вторник, уже когда поликлиники заработают, будет чуть больше. Но еще скажу и то, что часть из пневмоний, которые лечим сегодня, это не ковидные, это просто чистые пневмонии. Может быть, еще погода как-то вот способствует тому, что... Но вообще, что говорят ученые, что если вирулентность уже спадает этого вируса, и сегодня уже случаи не такие тяжелые, как были в начале. То есть вот он какой-то такой, наверное, все-таки где-то идет уже переходив через несколько, он несколько снижается. Поэтому, вот отвечая на ваш вопрос, есть ли это заболевание у нас, есть, практически везде есть, но везде по-разному, количество случаев разное. Еще, пожалуйста, какие вопросы, да? У меня не питання було, у мене Давайте. хоча за все ремарка. Да. Вітольда Шорка. Ви пригадали, до вас звернулися з фірми Марк Формель. И они инвалиды? Нет, почему? Чем они не могут соответствовать у больницы то, что у них есть? Нет, просто они наработали, нашили, и у них уже есть, можно забрать. Поэтому я просто попросила Министерство здравоохранения, чтобы они посмотрели, где надо, чтобы забрали эту продукцию. Я вам скажу, что, знаете, сегодня даже я была вот в Барановичах на производственном объединении хлопчатобумажном. Они сегодня шьют средства индивидуальной защиты на Европу, отправляют заказы, у них есть. То есть мы насытили свой рынок. Если бы они сегодня просто нужны были так остро, то, конечно, бы забрали. Это я просто привела как пример, да. Вы не зрозумели, чему Марк Формель Сам не завез. Так. Ну так надо же везти туда, где они необходимы. Он же не привезет, например, туда, где они не востребованы сегодня будут. Поэтому они шли... Повезет другую. Да? А? Повезет другую. Ну, На халяву турбовать высокое начальство. ну добре, ясно. Зрозуміла, я поняла. Якщо передайте. Ну да, передам. Хотя, если справедливости ради, не они мне лично сказали это, чтобы вы понимали, а председатель концерна Беллекпром, когда мы с ней встречались. То есть, а им скажу обязательно. Да, пожалуйста. Сидя, не вставайте. Мельник, я просто скажу так, коснусь немножко не ковида уже, все-таки выборов. Да, конечно. Я так понимаю, Как вас зовут только? Александр Геннадьевич Мельник. Александр Геннадьевич. Ну, сразу так скажу вам, чтобы вы так поняли, я в инициативной группе Бабарика Виктора Ильича. Да, Чтобы вы понимали, нормально. ну, я не вижу в этом никаких. Поймите, я вот, во-первых, спасибо за эту встречу. Спасибо, я не ожидал, что, в принципе, так вот всё будет. Но я не могу понять действия нашей власти, нашей власти, нашего государства. Я точно так же хочу нашему городу, нашему государству, чтобы было все хорошо. Зачем вы сейчас делите нас на части? Зачем вы поделили государство на мы, которые некоторые вы, и будто бы есть некоторые мы, не причастные ни к созданию этого государства, ничего. Вы поделили народ на 2 части. Одна вроде как это вы, власть и вас поддерживает, а другой вроде это мы. Не так. Мы точно хотим этой стране, наверное, хотим точно так же хорошего, как и вы, хорошего. Но, наверное, другими путями, может быть. Это нам, ну вы так поделили, будто бы мы как чуть ли не враги какие-то собственному государству, не государству, а народу собственному. Я не могу вот понять вот этой логики. Вы поймите, я простоял на пикетах
некоторое время. И начиналось так. Ну, приходили люди просто с некой надеждой. Некоторые говорили, ну, которые подписывались за Бабарику, может быть, просто показать власти, что не так все у них хорошо. Потом, когда началось вот это, простите меня, брутальное задержание, ну, начались вот эти вопросы Гродно с Тихановским, Провокация. народ, я не буду говорить в этом, не будем влазить, народ приходил, знаете, с какими мыслями уже? А вот назло вам, власти, их стало больше. А вот после того, что происходило вчера, позавчера в стране, ну мы же не все знаем, все смотрим интернет, мы видели, я видел этих лиц, стоящих у нас в городе вдоль проспекта, у них ненависть была. Зачем вы это делаете? Я не могу понять, зачем вы пробуждаете к себе ненависть? Вот у них было, я вам честно говорю, у них в глазах уже ненависть. Не то, что раньше было просто показать, что у людей есть другое мнение, в отличие от вас, оно имеет право быть. Вот ни вы же, ни я сейчас не скажу. Вот это слово, как вы говорите, мы, сколько это процентов страны, и сколько слова наше, мы. Я не буду там говорить эти глупости там про 3%, это всю ерунду. Но я скажу, не вы не скажете, что у вас, наверное, 51%. И некоторых вы не считаете своим государством. Ну и я тоже не скажу, не знаю, сколько там. Но однако же, вот я вам задам вопрос, ну риторический. В принципе, на него уже ответил наш глава государства, президент Лукашенко. Если честно посчитаем выборы и 50% проголосуют за Александра Григорьевича Лукашенко, я сяду на кухне с женой, возьму бутылочку коньяка, позлюсь немножко, выпью и дальше буду работать на благо народа и этого государства. Но я приму это решение его. А вы мне ответьте. А если все-таки будет 51% за условного Цыпкала, Бабарику, вы, власть, примете это решение? Или вы, как было озвучено на всю страну, вы не примете никакое иное решение, как победа, так сказать, действующей власти. Поймите, мы тоже люди этой страны, как и вы. И мы хотим тоже добра. Дальше, перейдем так, допустим, к другому. Это выборы. Мне очень не нравится ложь. Мы все очень взрослые люди. Достаточно грамотные. Я просто сейчас скажу, кто я был до того, как я сейчас занимаюсь немножко сельским хозяйством, там, продажей фермерских продуктов, выращиванием там немного. До этого я 20 лет прослужил в милиции. Я подполковник милиции запаса. Поверьте, сейчас, когда я говорю новым знакомым, я всегда стараюсь потом сразу объяснить, где и как я работал. Чтобы, не дай бог, они не подумали, что я причастен вот к этому, что сейчас в последние дни творится. Потому что мы, ну я не знаю, мы зачем милиция, они в принципе наши, ну и берегут, идут, но мы их бросаем так, что потом мы к ним относимся как вот так вот, зло, видевший гаишника, у нас трясутся руки. Ну как так? Мы довели такое состояние отношения к своим правоохранителям. Я ж помню, когда мы работали по ночам, бабушкам там, я работал сначала следователем, потом оперативным никому. Здесь, в Лиде? В Губопе, да. В Губопе, но Губоп это был, она как бы занимался чисто бандитами, убийствами, вымогательством. Сколько тогда, раньше, было добрых слов за сделанное хорошее, сколько я сейчас понимаю, у людей ненависти к мне. И это сделали не мы, которые, это сделали, простите, вы. Зачем? Можно отвечать, Александр Григорьевич? Нет? Это не вопрос. А я вам сейчас нет, ну вы же сказали свое мнение, дайте мне сказать. Ну я вообще не закончил, хотел перейти Давайте, на... молчу. Или может я закончу, Нет, а потом вы давайте. мне так вот... Может вы просто присядьте, ну или как? Да нет, как я давайте, привык, давайте, хорошо, да. Я коснулся лжи. Ну, давайте. И Да. давайте коснемся вот на местный уровень, спустимся здесь. Да, Давайте коснемся некоторых вопросов Лиды. с удовольствием. Я не задавался никаким найти что-то, я просто что вот на слуху. Спокойно было на слуху у меня там год назад или там, неважно, при прошлом руководителе города. Давайте начнем вообще со смешного, с малого. Почему я здесь? Ну, почему я здесь? Ну, в принципе, так сказать. Меня пригласила и Инесса Геннадьевна, да, позвонила, да. Согласен, да. Ну, я Ну, за этого, за сутки до этого мне звонит человек, представляется сначала просто желающим узнать мое мнение о Бабарике после задержания, потом, оказывается, он журналист из местной газеты. По-милицейски это называется, знаете что, разведопрос. С обычной целью, чтобы так
понять мое мнение, насколько я буду адекватен здесь с вами разговаривать. Мне неприятно это, что ко мне начинается это со лжи. Я взрослый человек. Дальше, коснемся экологии. Вот что я знаю, я не влазил в дела города, вообще не знал, что там что. В прошлом году ЖКХ, тут у нас речка текет небольшая. Я отлично понимаю, я тоже человек, у нас стоят старые очистные сооружения, и никто их так вот новые не поставит. Я так понимаю, они просто не справились со своей задачей и выкинули всю эту гадость в эту речку. По речке поплыла мертвая рыба, сразу возникли вопросы. Вопрос не в том, мы отлично понимаем, ну не справилась, ну власть, скажите, мы не справились, мы не могли, ну не могут они просто обеспечить, город вырос, а очистные маленькие. У нас выходит исполняющий обязанности в местные СМИ начальник водоканала и говорит, нет, это природное явление, и рыба от температуры померла. Рыбаки показывают кадры, едут до этой трубы, чистая речка, плавает плотва, и дальше все лежит трубы. А через 3 дня ЖКХ, как нашкодивший ребенок, гонит туда трактор и убирает вдоль берега. Ну типа, совершенно верно, это нормально. Я понимаю, что мы не могли, это да. Ну вы же скажите, вот так, люди родные, нет у нас очистных. Покуда еще там все эти проекты, уже который год, вот не справилась. Давайте вместе выйдем, мы технику пригоним, поможем. Но не врать, что это ничего не было. И такая ситуация была 5 лет назад, вот здесь у нас озерцо, так называемое 2-е или 3-е Лидское. Пивзавод мыл свои чаны, спустил воду, это нормально. Он спускает, ее должны были откачать на очистные. Заклинил клапан в КНС, это в системе, в системе прошел аварийный сброс сюда, и здесь поплыла рыба. Точно так же все закончилось, природное явление. Хотя, кто задавался вопрос, когда разговаривал с людьми, которые работали на этой насосной станции, говорит, заклинил у нас клапан, все. Скажите, плохо, потом давайте вместе соберемся, каких-то денег запустим карасей. Надо откровенно говорить с людьми. Мы не там какие-то там бабушки, слушающие БТР. Поймите, что все сейчас в интернете. Можно ремарочку? Давайте какой-то рекламик установим. Давайте, да. То, что можно каждому по 20 минут. Давайте так, товарищи, я попрошу вас, потому что в 3 часа у меня встреча с коллективом. Да, налетала. И вопрос о спорте. Хорошо. О спорте, просто такой. У нас есть хоккейная команда «Лидер». Кто-нибудь знает, какой бюджет годовой этой команды? Я предполагаю, 1150-200 долларов. Ходит туда посмотреть их 150-170 человек, не больше. И я приезжаю домой на стоянку, у меня пацаны с роликами, когда нас нету, катаются, потому что там асфальт получше. Им там родители сварили какие-то трамплины. И я понимаю, что если бы мы вот эти деньги не пустили на вот это развлечение, профессиональный спорт, опустили вот этим деткам, построили, мы за эти деньги, за 100-200 тысяч долларов в каждом районе города построили такие То есть вам не, все, поняла, услышала. Позвольте только, я же должна. В любом случае, я же не могу, понимаете, когда человек говорит, что мы разделили, власть разделила на своих и чужих. Вы знаете, я это воспринимаю очень негативно. На самом деле это не так. Никто никого не делил. Никто никого не делал. Есть Беларусь, есть народ, к которому мы относимся с глубоким уважением. Потому что я не отделяю себя ни от вас и ни от кого другого. Ровно так, как и президент не отделяет себя ни от кого другого. Поэтому никто никого не делил, но у нас правовое государство, в котором люди должны жить по законам. Не по понятиям, а по законам. Минутку. Я сейчас скажу свое мнение, а вы потом выскажетесь, даже нисколько не сомневаюсь. Поэтому я еще раз повторюсь. Все, что делается в нашей стране, те законы, те указы, все, что принимается, и те вопросы, которые рассматриваются, делаются во благо государства. Я еще раз повторюсь, если кто меня не слышал, я 5 лет только работаю в республиканских органах управления. Я всю жизнь отработала в регионе. Я работала на предприятии «Водоканал», про которое вы говорите, почти 20 лет и в ЖКХ. И поэтому я знаю все прекрасно. Я точно так, как и вы, я ненавижу ложь. И я никогда не вру. Никогда не вру. Еще раз повторюсь. Ровно так, как ее ненавидит президент нашей страны. И я это увидела, когда пришла работать в республиканские органы управления. И если вы сегодня говорите, Александр Геннадьевич, я с глубоким уважением к вам отношусь, потому что вы подполковник милиции. Если каждый на своем месте будет делать то, что ему положено, а вот не дадут соврать.
коллеги, которые сидят рядом со мной, председатель исполкома, молодой, он мне в сыновья годится, помощник президента по Гродненской области, ну, я не представила, прошу прощения, ну, они попросились прийти на эту встречу. Если каждый бы говорил и будет, мы только вот когда общались с ними, я говорю, понимаете, наша беда в чем? Что иногда правду не говорят, иногда считают, что к людям не надо пойти, с людьми не надо поговорить, а надо это делать. И президент всегда про это говорил. Позовите людей, пригласите их. Я работала в администрации, мы четко доводили до них задачи. Пригласите в этот дом культуры и напишите объявление. Председатель исполкома Качанова Наталья Ивановна, я так делала, приглашает сегодня на встречу жителей города Лиды. И расскажите, если я сегодня могу сделать и вижу в своем бюджете, а бюджет у нас социально ориентированный, вы знаете, 70-80% это социально защищенные статьи. Здравоохранение, образование, милиция, охрана, спокойствие и порядок. И если я сегодня вижу, что мы можем, программы написали в начале года, вот это мы асфальтируем, это мы ремонтируем, вот на такую сумму средств, потому что больше у нас нет. Это бюджет, который, часть дается дотация из республиканского бюджета, потому что тут расщепляются налоги. И людям надо сказать, и люди знают. Да, сегодня сказали, что не сделают, но сделают тогда. Но людей обманывать нельзя. И про это говорит всегда президент. А то, как мы с вами решаем эти задачи на местах, это все зависит от нас. Люди, никто, один человек, принимая законы, допустим, президент, указы, и с ним правительство, там еще должностные лица, это не отделенное от власти. И президент, власть от народа не отделена, далеко не отделена. Это пытаются так сделать и показать. Сколько сегодня мы ездим везде по регионам, встречаемся с людьми, разговариваем, и сколько мы ставим вот эти задачи, что надо, каждый на своем месте должен их решать. И решать по мере своей компетенции и честно, и порядочно. Разве президент говорит другое? Или я никогда в жизни, вы меня к стенке поставьте, я никогда не скажу другого. Поэтому, извините меня, все в нас. Мы тут вот так решили, так сделали. Кто кого отделял? Я никого ни от кого не отделял. Я с удовольствием общаюсь с вами, я с удовольствием общаюсь с ними. Все люди. И делить их никто не собирается. Но, вот вы сказали, показать, что у людей есть и другое мнение. Ради Бога. Вот вы начали с избирательной кампании. Нет вопросов. У нас есть избирательный кодекс. Есть? Есть. У нас есть Конституция. Есть? Есть. Начались выборы. Стартовали, объявили. 9 августа обозначен день проведения выборов. Первый этап что? Регистрация инициативных групп. Зарегистрировали инициативные группы? Зарегистрировали. Да, подали 55, было 55 обращений. Слушайте, люди, но когда там подают вообще, подали листки, я не буду говорить кто, но это рассказывали потом, ЦИК, говорила Лидия Михайловна, что написали фамилии даже без паспортных данных, то есть кинули вот так вот, думают, что, ну, как просто насмешка какая-то. Поэтому все, кто собрал, 15 инициативных групп были зарегистрированы. Начался сбор подписей. Как должен начинаться? Александр Геннадьевич, вы лучше меня знаете, вы подполковник милиции. Я в то время была простым инженером, когда вы, наверное, уже подполковником были в милиции. Ну, приблизительно. Наоборот, то есть я сказала. Ну, я постарше вас, я это прекрасно понимаю. Вот. Понимаете? И начался сбор подписей. Собирайте нормально. Это не митинги, где надо собраться, выйти на митинги с оскорблением власти. Разве это правильно? Слушайте, кому позволено вообще? В нашей стране символы. Гимн, флаг, герб нашей страны, президент. Это наши символы, это неприкосновенно. У нас выходят на митинги и понесли. Такой, сякой, это. Разве это правильно? Это беззаконие. И я первая, чтобы вы знали, как женщина, против этого. Нельзя так делать. Нельзя. Понимаете? Собирайте подписи, соберете 100 тысяч, вас зарегистрируют и будете участвовать в выборах. Но не превращайте это в митинги по сбору под свои флаги недовольных чем-то людей. Я вам сегодня могу столько рассказать недовольных моментов, которые мне не нравятся в стране. Как работает, допустим, какой-то чиновник, почему не встречается с людьми, что там у нас еще есть очистные, которые неисправны, которые надо ремонтировать. Меня все время беспокоила ситуация в ЖКХ, потому что я много лет работала и понимала, что есть вопросы и надо по-другому, надо дать местным органам власти.
Но президенту 26 лет. правду когда... Так послушайте, Александр Геннадьевич, мой дорогой, а разве за 26 лет мы ничего не сделали в стране вместе с вами? Извините меня, Я могу вам извините. Тогда, когда страна оставалась вообще голодная и холодная, практически ничего не было. Но я не буду рассказывать, так он Хотите, я вам говорит же скажу, у нас 26 город лет. 26 лет. Все, минутку. Вообще никто не голодал. Мне вопрос. Ну, хорошо, подождите, давайте я завершу. Поэтому, Александр Геннадьевич, первое, никто никого не разделяет. Не разделяйте только вы. На наших и не наших. Не разделяйте, это неправильно. И если вы много лет работали в милиции, то вам тоже надо было там, ну, я думаю, вы так и делали, все по справедливости и без лжи. Ровно так живу и я, меня никто в этом не уличит. То, что там пишут в интернете, я особо на это не обращаю внимания, потому что я уже закалилась к этим годам. Я много чего в жизни повидала и закалилась. Поэтому мне не очень мнение там то, что напишут в телеграм-каналах или еще где-то лживую информацию. Я спокойно ее перенесу. Ну, не совсем спокойно, человек же, ты же не каменный. Дальше. Ну, то, что вам позвонил журналист из местной газеты, ну, я тут никак не могу прокомментировать. Я никого не просила. Я никого не просила. Я попросила Инессу Геннадьевну, почему, как председателя Совета депутатов, потому что Совет Республики – это орган территориального представительства, пригласить на встречу тех людей, которые выходили на митинги, на пикеты, для того, чтобы с ними поговорить, у которых есть вопросы к нам, и, возможно, или нет. Что касается очистных, ну, мора рыбы, я думаю, Сергей Васильевич разберется, и хоккейные команды тоже. Но я вам так скажу. Вот вы говорите, что в Лиде не надо был этот Ледовый дворец. Нет, я такого как раз таки надо был. Нет, так а вы же говорите, что вместо этого бы мы... Вопрос в команде, профессиональной профессиональной. команде, Ну, так финансирование Ледовый дворец, я благодарен президенту Лукашенко да. за дворцы, за его отношение там. А я только хотела сказать, ну, Но- если вы считаете, что не надо, у меня с Новополоцке, например, ждали как манну небесную, когда отремонтировали. Наталья, вы что? Ну, я вам скажу опять же, Ну, я поняла. по дворцу. Я в этом году никто не мог попасть из обычных посетителей. Была проблема такая, я думаю, руководитель города знает. Проблема, что никто не мог попасть на массовое катание, потому что все было занято. Мы же содержим. Ну, этот это дворец. плохо. Конечно, массовое Это катание спорт должны быть содержит. правильно. Я прихожу и еще готов заплатить денег. Но я ребенка смог 2 раза и то. Ну вот разберется Сергей Васильевич, я думаю, А ответ разберется. был очень нам такой оскорбительный, что это не для вас дворец, а для хоккея. Это вот он уже говорил? Нет, Вот. это кто-то Почему? из спорткомитета. Я, знаете, Примерно что такой вам был хочу ответ. сказать, что вообще вот этот председатель исполкома, я его не так много знаю, но я его видела в работе в Щучине, и я думаю, что это человек на своем месте, который в Лиду привнесет и привнесет немало, Я скажу, поверьте. меня о нем из Щучина Да, отзывались очень да. положительно. Поэтому я думаю, что Вообще, тут чуть проезжаешь, сразу видно, какой город красивый, как будет. тоже будет и у вас. Он мне сегодня уже рассказывал планы по строительству и завершению реконструкции замка, по строительству пешеходной дороги, которую они хотят сделать и привлечь сюда туристов. Я думаю, что дайте немножко срок, и все будет сделано. Вот, поэтому, вы знаете, значит, то, что касается выборов, я еще раз говорю, все должно быть в рамках закона. Беззаконие творить нельзя. Нельзя. И людей призывать на площади нельзя. Не для того 75 лет назад наше старшее поколение отстояло свободу и независимость страны, чтобы сегодня мы призывали кого-то на площади. Да слушайте, мы с вами родные по духу, зачем? Вот этого делать нельзя. И я первая, как женщина, мать и бабушка, скажу, что это безобразие, и это надо пресекать. Вот все. Ну не мы ж Майдан устраиваем. Ну Это правильно, мы не мы. Мы не хотим И мы, его, и близко вот, не правильно, хотим. Мы хотим молодец. оставить порядок, да. Правильно. Но это же вы дергаете. Вы, что значит вы? Ну что значит вы? Кто вы? Ну, Что мы же, делаем? мы же видели, Образно, вот это, да? вот, что было на... Вы образно кто говорите. тогда? А что тогда Ну а скажете? кто тогда Что это людей делает? хватает? Ну давайте, говорите, Ну, просто, теперь по очереди. Чтобы определиться, кто вы, кто мы. А кто- Никто мы с вами народ Беларуси. Людей хватают на улице. Давайте так. Кто хватает? За что хватает? Ну Сейчас что, вообще люди... непонятно, кто хватает. Подождите, Потому что люди да. идут по улице и вас хватают? Да? Вот так Ну вот я такого, происходит. я такого не видела. Обратитесь в интернет. Ну интернет, Александр Геннадьевич, да Ну, не там- хочу я там же интернет не это придумали читать. эту картинку. если- Нет, Задерживайте, подождите, ладно? Ну, задерживайте. подойдите, скажите, я сотрудник милиции, ты Да. задерживай. Пойдем Да. в райотдел, будем разбираться. Ну когда выскакивают люди без формы. Я так тоже задерживал без формы. Но бандитов и уголовников, да, так. Но это совсем другая вещь. Это не административное задержание, как здесь. Это же мы таких даже при уголовных задержаниях не допускали себе Ну, такой жесткости. Вот вы говорите, просто идет по улице и вас хватает и задерживают. Не на проведение мероприятий, митинга, где вы выходили. Может, где-то было мероприятие? Ну,
Ну, Я человек могу так- за себя да. говорить. Ну, давайте. Это практика не одного Нельзя дня. же так жестко. Так, Это же практика не этой компании только. И это происходит. Я 3 раза был осужден, 3 раза сидел в административный арест. 3 раза. 3 раза за то, что я не совершал. Хорошо. Понимаете, я даже рядом не был. А что вам инкриминирует, скажите? Хлопал и все остальное. Находился на каких-то мероприятиях. Но Но это это не же так. практика такая. Ну, Это не почему так. мы вот к этому спокойно относимся? Ну, я к этому спокойно не отношусь, но мне трудно сказать, что вас просто так взяли и задержали, но, может быть, вы тогда оставьте свои координаты, мы посмотрим, за что вас задержали. Давайте? Давайте, хорошо. Можно? Можно, нужно. Так, ну тут вот вопрос я хочу. По экономике. Можно сидя, присаживайтесь. Хорошо, тогда смогу. Тут же, понимаете, вы хоть или нет, президент ваш, вы вошли в И систему, ваш. наш, ну, общество. Вошла государство в системный кризис. Какой кризис? А вы он на руку, зарплата начнем, ниже уже Украины средняя. А было то дальше, а нас дошли Албания, Босния, Герцеговина обошли, Молдова. А до этого-то были выше. Сколько людей, Литва, вы что среднее тут берете, 500 долларов, да? Там же минимальный 580, минимальный, не еще даже вот, соседи рядом. Уровень жизни, мы там бываем в Литве, извините, с нашим не сравнить. Что, не согласны? Нет, не согласна. Очень даже Я не процентов на согласна, 40. я могу вам так сказать, что, конечно, вы можете сравнивать, сопоставлять, это нормально. Каждая страна развивается и живет по своим законам. Но я вам так скажу, то, что сегодня в нашей стране, вот сейчас, когда мы приняли ряд мер по поддержке бизнеса, по всему, и тогда, когда основной акцент делается на экономику, это правда. И да, действительно, до этого у нас уже была средняя зарплата больше 1000 по стране. Но я вам сказала тезис, все, что происходит дальше на предприятиях, в организациях, в городах, это уже решение тут и местных органов власти, и руководителей предприятий. В целом, то, что надо от государства сегодня, государство поддерживает, сохранив те производства и предприятия, которые планировалось к закрытию давно бы уже закрыли, приватизировали и распродали бы, послушайте. Это бы было 100%. Сегодня люди работают. Слушайте, вот вы говорите, мне точно так в Пинске говорили, вот так вот, пришли со мной коллеги, там, мужчины, сидят, разговаривают, говорят, работы нет. Нет работы, зарплата низкая, там все, некуда устроиться. Председатель исполкома говорит, 800 рабочих мест у нас, не мест, а 800 вакансий у нас в городе сегодня есть. Как в Лиде 680. Пожалуйста, трудоустраивайтесь, давайте приходите, мы поможем. В исполкомах есть комиссии по занятости, окажем вам содействие в решении вопросов по трудоустройству. Они мне говорят, нет, я по телевидению даже не так сказала, как они мне сказали, я просто немножко так. Они говорят, нет, Пинск-Древ это тюрьма. Я приезжаю. Сразу же после этого на предприятие. И говорю 2 директорам, говорю, слушайте, а что это у вас, говорят, Пинск-Древ тюрьма? А он говорит, а как? Конечно, наши люди хотят жить как на Западе, а работать как в Беларуси. У нас норма выработки такая, как на Западе. И поэтому сегодня для того, чтобы получить 1500 или еще, они работают. И я пришла, посмотрела, как люди работают. Они действительно, у них отточено все до автоматизма. Но там есть места, можно идти трудоустраиваться и получать зарплату. И 1500, и 2. Более того, там никто тебе, даже не надо тебе специальность. Ты пришел, тебя обучат. Вот я сейчас, уходя к вам сюда, на эту встречу, разговаривала с директором Лида Агропроммаш. Вот он говорит, мы берем людей с улицы, пожалуйста, приходи, обучим, и у него сварщик получает 2000 заработную плату. 50-60 человек он готов принять. И сегодня в городе 680 мест, которые готовы сегодня предоставить людям города Лиды для работы. Ну, слушайте, но чудес же не бывает. Для того, чтобы заработать, надо работать. И те люди, которые уезжают за границу или в Россию или еще куда, они работают там не так. А мы хотим не работать, некоторые, и говорят, он говорит, нет, я туда не пойду, там тюрьма. Так а где же тогда? Но я понимаю, что каждый на что-то учился, какая-то специальность, какая-то профессия. Ну так, пожалуйста, подходите, мы будем решать эти вопросы на местах. Я еще раз говорю, созданы комиссии, которые оказывают содействие в трудоустройстве. Поэтому, послушайте, в целом, конечно, зарплата у нас сейчас чуть меньше стала, хотя я еще раз повторюсь, она была больше 1000 у нас. Но вы же знаете, что пандемия была. Сейчас обвалилась экономика вообще во всех странах Европы. А мы сегодня, наше предприятие, ни одно не было закрыто. Все работали и работают. Все равно. Ну вот вы где работаете?
Ну, это что, Лида хлебопродукт. Ну, я была, кстати, на вашем предприятии. Я Лида- где там на комплексе, там, на этом. Ну. Ну и что? Не запчастей, не хочу я говорить. Не, но запчасти это все, у вас же есть директор предприятия, который должен решать эти вопросы. А я вот сейчас Не была... так, у меня есть разница, а у Лида и австрийское предприятие, я работал. Только что небо и земля, и организация, и все. Ну, вы знаете что, это вы так считаете, а ряд предприятий, много предприятий у нас работают и достаточно хорошо работают. И люди гордятся этими предприятиями. Ну, если вам, я же не могу вам сказать, что вы не смотрите на запад или не смотрите на север. Я вам рассказываю то, что есть у нас. Следующая пятилетка будет пятилеткой качества, пятилеткой поддержки своего производителя, пятилеткой, когда надо будет действительно дальше развивать то, что мы приумножили, определив точки роста экономики. Поэтому вот... 2 пятилетки у нас пошло, Вы зарплату знаете, среднюю не а подняли. вы вообще, ну, подождите, давайте так. Вы вот считаете, что плохо, я вам говорю, что вот так. Потому что я поездила много по стране и видела. Сегодня при одних и тех же экономических условиях, одну секундочку, одни предприятия работают, и у них социальный пакет у людей, у них высокая зарплата, и у них в коллективе все в порядке. Другие тянутся в хвосте. Все зависит от нас, запомните. Никто, какие бы сегодня ты законы не написал великолепные, и что бы ты сегодня не делал, так как реализовывается все это на местах, так и происходит. Вот пришел, вы говорите сами про Сергея Васильевича, когда он работал в Щучине. Какой Щучин? Ну что, ему на блюдечке кто-то принес специально? Он там работал, делал. И сейчас в Лиде он увидел уже кучу перспектив, про которых Заклеп мне сейчас рассказывал. И я уверена, что это будет. Я в этом даже нисколько не Ну, сомневаюсь. зарплата почему не выросла за 10 лет? Вот зарплата для того, чтобы выросла, надо работать. Это продукты у Ну так правильно, 15 смотря какое раз. предприятие. Я вам еще раз говорю. Вот я сейчас поеду на Лидолококраску, посмотрю, что там на производстве, на А почему в предприятии. Литве выросла зарплата, в той же Македонии, Албании? Ну, вы знаете, у выросла? Македонии, Албании, а я вам назову еще с десяток стран, где люди вообще сегодня голодные сидят. Монголия. Понимаете? Нет, при чем тут Северная Монголия? Вот он Корея. рассказывает про Украину, а ваше как имя, отчество? Владимир Владимирович. Послушайте, Владимир Владимирович, а вы в Украине жили? И на этом часто вот, бывает. а я знаю Украину как свои 5 пальцев. У меня брат там только оттуда приехал и жил. Такое мнение, Ну, это так всё. сам живет родственник. Нет, так он говорит, что в Украине лучше, он же сказал. Нет, Это ну, так не- всё. ну, не Всё, лучше, давайте но дальше сравнялись. вопрос. Ну все, ладно, давайте, да, мы же тут... Сергій Пантус, білоруська мова – це один з чинників ідентифікації народу. І ось зараз з державних СМІ, у приватності з вусного самого президента, гучать намеки на погрози суверенітету і прозристі намеки, з якого боку ці погрози, ким там проплачуються банкіри у двох косів і все остальне. Так ось тепер білоруська мова підтримується навіть менш з державних кірунків, підтримується навіть менш, ніж за часами СССР, коли незалежності не було. Товариство білоруської мови розпрацювало закон о державній підтримці білоруської мови і 2 рази подавало на розгляд у парламент, палату представників, і 2 рази без тлумачення причин просто розворачували, не приймали до розгляду. Чи будуть якісь зміни в цьому керунку? Ну, я, честно говоря, не знаю по Палате представителей, я с Владимиром Павловичем переговорю, да. А что касается белорусской мовы, ну, я вам скажу, ведь это дело каждого сегодня, да, и мы белорусскую мову подтримливаем. У нас у Совете Республики мы принимаем ряд законов на белорусской мове. И я вот только, Сергей, хотела вас спросить, а отчество мне не сказали? Иванович. Сергей Иванович. Але коли вже заходить уже докладно з літери закону, то коли раўнапраўе, то тоді повинні всі закони дублюватися і на русской, і на белорусской. Тоді це буде вже раўнапраўе, а не тільки ряд законів. Да, но у нас же сегодня двухмовье, поэтому... Двухмов'я таке не підрозуміває ровність двох мов. Ну, Поки що ровність тільки до одної мови. Сегодня ж никто никому не запрещает детей учить белорусскомовных классах. Але держава має гэты абавязок. Нам не забараняють, а держава обов'язана двухмов'я робити. То бок закони повинні всі дублюватися на двох мовах. Ну, кстати, я встречалась с Не у паперы проблема и не у раскладці на комп'ютері. Ну, вот про разгляд этого закона у Палате представителей. Ну, зверніться до я старшини товариства звернусь білоруської мови обязательно. Аліни Анісімової, вона все потлумачиться. Ну, я встречалась с Оленой Николаевной, встречалась. И с Трусом Олегом встречалась. Мы встречались, поэтому, ну,
Вы сказали мне тут что добавлять. Я еще раз говорю, мы действительно... Я вот единственное, Сергей Иванович, у вас... Можно я задам вам вопрос? Конечно. Вы, конечно, там записываете. Я не боюсь. Скажите, вот помните начало этого года? Мне просто интересно ваше мнение. Я вижу, что вы люди такие достаточно адекватные, которые понимают и любят свою страну, нисколько в этом не сомневаюсь. Скажите, начало этого года, когда вот шла речь там по вот этим дорожным картам, по всему, вы помните, сколько людей в Минске вот выходили на площади, там многие кричали, вот, там страну сдают, продают. А сейчас, вот понимаете, понимаете, мне вот всегда интересно. Вообще человек должен иметь какой-то, ну, если свое мнение, то свое мнение, да, вот не подстраиваешься ни под кого. Вот, например, мне повезло в этой жизни, я вот то, что чувствую, я то говорю, я то, что чувствую, я вижу, что происходит в нашей стране, принимаемые вот эти законы, направления в развитии, они именно правильные. Все остальное, как реализовывается, это уже там, как реализовывают на местах. И я нисколько в этом не сомневаюсь, понимаете? Ну, нисколько. Поэтому вот мне всегда кажется, что если человек, ты вот отстаиваешь что-то, да, ну ты считаешь так правильно, то надо уже придерживаться своих взглядов, а не так, как марионетка. Сегодня я там, как в этом фильме, помните «Свадьба в Малиновке»? Власть поменялась, это снял. Поэтому, ну вот это мое мнение. Я только не бачу сувязі з моїм питанням, Не ваше с вашим питання. питанием. Мне просто, я просто увидела, ну, мне интересно было ваше мнение. Нет, абсолютно. Моє Это мнение не с по вашим тих акціях, питанием. Не с хочеться вашим довідатися. абсолютно, да. Хочеться моє мнение по тих акціях довідатися. Не по акциях, я про вот то, что я сказала, да, что, ну вот мне казалось тогда так, хотя я тоже считаю, что это неправильно было. Вообще, я вам так скажу, если говорить про акции, вот давайте, чтобы вы знали мое мнение. Эти же акции когда-то у нас тоже были, я вспоминаю, в городе работала на Новополоцке. И вот, как вы говорите, мы ничего не делали, просто выходили, постоять там еще что-то. Я Но так это не все равно казал. акция была. Вот смотрите, я всегда считала и считаю, есть закон. Есть город, каждый район, есть исполнительная власть. Ну, определена у нас вертикаль. Они действительно несут ответственность за все. И за преступления, и за наказания, и за мор рыбы, и за убранные и необкошенные территории или не убранные, за работу предприятий. Так выстроена вертикаль. Есть человек, который за это отвечает. И если человек понимает, что это мое, и я за него несу ответственность, он будет делать все, что сегодня, исходя из того, что говорят люди, что надо в городе. Сегодня у кого-то благоустройство, у кого-то строительство жилья, разные вопросы в разных регионах по-разному. Так вот, выскочило у меня, про что мы с вами говорили? Вы начали про акции и про отстаивание своего мира. Да. Так вот, в каждом исполкоме принято решение и определены места для проведения массовых мероприятий. И если ты хочешь проводить массовое мероприятие, если раньше был у нас заявительный принцип, надо было заявление написать в исполком. Сейчас уведомительный. Я пишу, я там хочу провести митинг. И отдаю, предупреждаю исполком. Но не так, что я захотел на Октябрьской площади, захотел там, вышел, и значит я вот тут такой царь и бог. Так нельзя. Есть молодежь, есть дети, есть порядок. Вот вы говорите, а скольких людей возмущало вот эти вот безобразные поведения, когда просто по-хамски себя люди вели. Как выходить сегодня, Сергей Иванович, ну можно ли так поступать? Оскорблять людей незаконно. Скажите, можно это делать вообще? Ви зараз намікаєте вже не Снежинські акції, а Ну, я теперь уже пикеты про всё Тихановского. говорю. Так и вот я про это. Вот если мое отношение к акциям, чтобы вы понимали, все должно быть в рамках закона. В рамках закона. Беззаконие творить нельзя. Все. И я как женщина, и мать, и бабушка буду настаивать на этом всегда. Потому что в противном случае это превращается в хаос. И то, что мы видим в других странах, вот он приводит пример Босния и Герцеговина. А я хорошо помню 89-й год, когда я приехала в Югославию. Цветущая страна. Ну тогда. А потом что было? А началось именно вот с того, что когда начали вот этот раздрай. Так оно и так и у нас. Ну ладно. Так вы не можете понять. Не так. Не будет вертикаль ваша работать никогда. Ну тогда выберите Владимир вертикаль. Владимирович. Владимир А Владимирович. это не от нас зависит. Почему какие не от вас? раздрай, а зависит от того, вот увидите. Послушайте. Раз обрушится ваш этот рубль, понимаю. Вот плохо, наш что вы цех говорите будет. ваш рубль, наш рубль. Но вы говорите, Александр Геннадьевич, что мы отделяем. Не, мы не отделяем вас от себя. Ну, Я все ж таки тоді відкажу на ваше питання, ви питалися про моє міркування на це. Давайте. Я тут згодний з господаром подполковником відставці, що держава у нас по Конституції гарантує свободу мирних сходів. От, треба сформулювати мирних. Треба значити, що таке мирний сход. Завсюди люблять нас порівнювати. А он поглядите, що твориться зараз в Америці.
Неба і земля що творця, там сапраўды марадзёры, там сапраўды пагромы, мірныя сходы, той жа Северынец не граміў ні крамы, нічога, за што ён зараз там сядзіць. Ось, не громил храм, это мирный сход. И он был без зброи, без ничего. По нашему закону оскорбления это тоже привлечение к ответственности. Жесткое, брутальное обыходжение, это уже, на мою думку, это превышение полномочий. То, что як зараз обыходятся с Северынцем, что он 10 суток сидел у, ну там не карцер, а в народе просто принято называть карцер. Может, не знаю, без сродков сидел, гигиены, без сродков индивидуальной гигиены, без смены опратки, не возили его в душ. Ну, это просто бесчеловечно. Я лечу, что это неправильно. Вот как вы думаете, что на это? Я не знаю, как он сидел, мне трудно сказать. Что я могу сказать? Я что, не видела, как он сидел? И вы, наверное, не видели. А то, что рассказывают, так я вам привела пример, что про меня рассказывают. Поэтому тут такое дело. Если вы хотите, что... Я имею на увазе ось такие брутальные затримання, коли ось, ви кажете, що ці там був на акції, ні, вчора про всіх сродках масової інформації пройшло каля Макдональдса два хлопця молодих, стали у чергу за кавою, вони наогул не розмовляли, вони просто стояли. Під'їхав бусик, одного, пробачте таке вираження, мордою в асфальт. Это где было? В Минске? Вчора в Мінську, на станції Октябрьської, так. Ну, мордой в асфальт вот потягнули я и все. Сегодня приеду, питание, вот як я так? сегодня приеду, Як так? вот Сергей Иванович, я сегодня приеду, первое, с кем я встречусь, это с Караевым. И обязательно узнаю про этот случай. Ну и, конечно, Потому скажете, что, они там выкрутили, вы устроили знаете, ну манифестацию, я вам погромы хочу и сказать, все. я не очень верю в то, я еще раз повторюсь, я не очень верю в то, что размещают в интернете. Ну, коли есть видео и просто показано, ну, и там, хорошо, посмотрим. это вы поглядите, Вот там я ничего еще... комментария не на видео, что Хорошо, это второе высшее мастерство как подробить. Посмотрим. Договорились, пожалуйста. Меня зовут Витольд, я уже Витольд Ашуров. запомнила, да. Мне 49 год, коли что. Вот. И я буду говорить щиро и не дипломатично. Ведаете, кольки я себе пам'ятаю, ні разу громадську супольність не запрошали на зустрічу з чиновником такого рангу, як ви. Это первый раз. Ранее мы были вшивые блохи, цитата, свядомые, ну и іншие образливые слова уживались. Цалкам гэта сустрэча носіць палітычны характар. Ніякія пытанні моўнага накірунку, ніякія пытанні паводзін міліцыі пад увагу не бяруцца. І калі мае калегі маюць якія-то ілюзіі, я прашу іх пакінуць. Вы навязываете дискуссию у потребным вам накірунку. Добрый начальник приехал поговорить, выслухать. Вот. Насамрэч, вы пераследуеце некалькі мэтаў. Вы перш за ўсё прыехалі да мясцовага начальства падтрымаць іх. Это, безумовно, сам ваш приезд по факту заявляется. По-другое, вы мониторите ситуацию в регионах. Минск вы уже стратили. Вы уже стратили областные города. На чарзе альбо хай нелояльность, хай хотя б нейтральность ось тых великих городов, центров будущих воеводств, як Лида, Баранович и Пинск. Вот. Каб мы были не потребны вам, вы б до нас не поехали. Вот. Ваш босс вядзе себе, як я памятаю, было у моем юнацтве такое кино «15-годовый капитан». И он вядзе себе, як паводзіць, як Себастьян Перейра. Вот. Он захапіў закладнікаў и отправляю вас вести перамовы. Вы ж перамовы вядзеце? Нет. Нет? Нет. Ну, Витольд, треба звернуться, людцы, дороженькие, поможете. Сказать тогда, послушайте. Хвилиночку, у меня коротенько. Справа ў тым, што мы ведаем настроі ў Лідзе, мы ведаем, што прэзідэнта вашага ніхто не падтрымлівае. Вот. И это вы говорите в большей степени, наверное, для диктофона или для меня? Нет, я говорю, потому что я Витольд Ашуров, понимаете?
Вот. І справа у тым, што галоўная адказнасць зараз кладзецца вось на нас і на Сергея Васильевича. Вот. Перамены абавязкова будуць. Утрымаецца Лукашенко ва ўладзе, альбо не утрымаецца. Вот Витольд, очень, я попрошу, скажите, как отчество? Витольд Михайлович. Витольд Михайлович, а скажите, что плохо? Хвилиночку. Что вы колхозную эту уладу, вертикаль зрабили. Хвилиночку. Я зараз дойду и до этого. Асаблівая адказнасць Сергея Васильевича на нас. Справа в тым, што перамены будуць. І вось гэта супрацьстаянне накладае на нас адказнасць. У лідзе ніхто не павінен пацярпець. У лідзе ніхто не павінен загінуць. Гэта самае галоўнае. Вот, слушайте. Гэта самае галоўнае. Вот. А тое, што вы пыталіся, што мне не спадабалася, вось вы, ну, цалкам магчыма, вы не заўважылі, але вы планы нам тут расказалі на 5 год наперад пяцігодка, потым яшчэ одна пяцігодка. І у мяне з'явілася такое адчуванне, што вы з другой планеты. Вы з другой планеты, і вы лічыце, ну, сваю пасаду вечнай. Вы чыноўнік. Вы чыноўнік. Цалкам магчыма, мы не працягнем з вами контракт на наступны тэрмін. А я не страдаю от этого. Вось. Понимаете, я вот вам сейчас скажу. Все, Витольд Михайлович? Вот теперь Бодай, послушайте меня. Я что вот добавлю? послушайте. Ну, вы тут так, ну, кстати говоря, ваше мнение, это ваше мнение. Вы вправе его высказывать, я с вами соглашусь. Тут нет вопросов. Ну, по-першее, или по-первое. Я в городе Лиде не первый раз. Работая 5 лет только в Минске, я уже здесь 4-й раз. Первый раз я приезжала тогда, когда я встречалась с председателями райгорисполкомов для того, чтобы провести разговор и посмотреть, что происходит в Гродненской области. Второй раз я приезжала, встречалась с активом города Гродно, потому что президентом поставлена задача ускоренное развитие городов с численностью более 80 тысяч, к которым в Гродненской области относится город Лида. И 3-й раз я сюда приезжала, когда я была на предприятиях города. Поэтому обвинить меня в том, что я приехала, чтобы провести с вами какой-то тут политический разговор, да, встретиться я с вами хотелось, это правда. И мне всегда очень хотелось встретиться с теми людьми, у которых отличное мнение от моего. Вот лично моего. И более того, я вам скажу, что я, когда работала в Новополоцке, я встречалась с людьми, у которых было отличное мнение от моего. И я в этом нисколько вообще не чувствовала никогда дискомфорта в этом. Более того, я вам другое скажу. Вот вы говорите, мы с вами, вы с нами. Ровно так, как вы не можете обобщать себя, как весь народ Беларуси, ровно так и я не могу себя говорить как за весь народ Беларуси. Хотя, наверное, у меня больше на это возможностей и шансов. Объясню почему. Потому что я сегодня возглавляю Совет Республики, и это орган территориального представительства. Там у нас Совет Республики, входят люди, которые представляют каждый регион. Из города Лиды у нас тоже есть член Совета Республики, который точно так доносит до нас всю информацию, что происходит здесь, на предприятиях, в организациях. И у них другая информация про город Лиду. И поэтому, понимаете, Витольд Михайлович, вот говорите о том, что мы ведаем настрой, а мы ведаем другой настрой. Я еще раз говорю, вы же не можете сегодня сказать за все 135 тысяч населения города Лиды. И вы говорите, перемены будут. Перемены будут. Перемены всегда должны быть, потому что это жизнь, это развитие. Тут страшного нет. Важно, какие перемены. Если такие перемены, как производят в других странах, то к чему тогда, когда приводит это к кровопролитию, и тогда, когда люди теряют свою независимость и страну, это плохо. Вот к этому нельзя народ призывать. И понимаете, чем вы, Витольд Михайлович, отличаетесь от меня? Ничем. Ничем. Я вот только не знаю. Ну, мы можем с вами поменяться на определенном этапе. Да, но для того, чтобы поменяться, вы должны знать. До этого, ну, во всяком случае, каждый идет своим путем. Нет, Витольд Михайлович, а вот вы скажите, ну, можно я поинтересуюсь? А вы вообще, вот, ну, где работали или работаете? Ну, так, чтобы я понимала просто. Ну, вот Александр сказал Геннадьевич, там, Владимир Владимирович. Будовник. Строитель. Мой коллега. Я тоже строитель, кстати, по образованию. И работала, и занималась и этими вопросами. Поэтому
плохо, что вы вот так вот сразу говорите, противостояние будет, и главное, чтобы тут не пролилась кровь или еще что-то. Ну, кровь это я прибавила, вы так не сказали, к слову сказать. Поэтому, знаете, давайте мы не будем обобщать свое мнение и свое видение происходящего от лица всех личан и того, что здесь происходит. И я еще раз повторюсь, вы знаете, я вам так скажу, что да, действительно, мне президент сказал встретиться с вами. Сказал, да, он сказал, встреться с людьми и послушай, что они будут говорить. Почему у них сегодня вот такие, настроения, непонятно почему. Мне тоже, например, не очень понятно. Вы меня не убедили. Понимаете? В плане не в том, что не убедили. Я пока не услышала от вас вот чего-то такого, чтобы, действительно, там вот люди. Александр Геннадьевич сказал ложь. Так у меня созвучно с ним. Я тоже ложь ненавижу. Президент ложь ненавидит и требует правды. Вот вы сейчас сказали... Что вы доведаться хотели от нас? Вот вы мне рассказали, я услышала. Вот вы сказали сегодня, что мнение тут всех, никто, Лида, ничего не поддерживает, и ответственность ложится на Сергея Васильевича. А почему на Сергея Васильевича с вами вместе? Потому что ее на элемент вашей вертикали власти. Нашей вертикали. Это наша вертикаль. Да, наша. я до вашей вертикали никакого... Вы не в вертикали, но это вертикаль... Отказность только на вас. Да, но на нас за выстраивание политики, а на вас за то, что будет происходить, раз вы говорите, что на вас с ним ложится, а обязательно будет противостояние. А если без противостояния, Витольд Михайлович? Надо зверху починать реформу. А тоді на холеру тоді ваш босс полохає, что нас всех перестреляют. Кто сказал, что перестреляют? Лукашенко сказал по телевизору, что всех нас перестреляют. Слушайте, все ссылаются на это. Я такого никогда не слышала. Я никогда этого не слышала. Докладная цитата. Вы забыли, что было держание, коли Караев лично с гранатометом на перевес разгонял площадь. Забыли, что 1000 человек расстреляли. Пробачьте, у меня нема доступу до телебачення, такого, як у господара президента. Ось ви забыли, так мы вам напомним, что это як не навпростовая погроза. Я это не хотел вспоминать, но вы просто спросили, я докладную цитату. Я просто сказала, я не слышала этого и никогда в жизни не поверю, никогда. В архивах АНТ есть. Я могу вас заверить на 1000%. Никогда президент не допустит того, чтобы пролилась чья-то кровь. Никогда. Это не тот человек. Он всегда ценит каждую человеческую жизнь, каждую. Сегодня, когда случилась эта пандемия, я еще раз говорю, днями и ночами отслеживает, чтобы спасали каждого человека, настраивая врачей на... кто помер, сами виноваты, тоже по телевизору чули. Как сами? У хамской форме было сказано. Вы, до речи, сказали про хамство, с телевизора хамство льется просто потоком. Это жизнь, понимаете? И люди умирают от всяких болезней, от онкологии, и от системы кровообращения, и от чего угодно умирают. Пробачьте, Наталья Ивановна, вы сказали про хамство, с телевизора просто это льется хамство, на то хамство вы не посылаете, вы посылаете хамство на улице. Это просто отказ. Коли хамство там, тут иди отказ. Почему хамство? Там не хамство. Коли у хамства, тая женщина, можно сказать, просто спочуванием, мы спочуваем этой женщине, которая померла медсестра. А коли гучить в такой форме, да ей там 160 килограмм было, сама виновата, и таким на повышенных тонах, это хамство, это як успринять? Як это успринять? И нормально это. Я вам так скажу, вы знаете, что я вам так скажу? Для того, чтобы вообще давать оценку тому, что сказал. Достатково быть громадянином этой краины и человеком. Надо, понимаете, видеть основное. Надо видеть основное. Вы не видите тогда, когда в других странах вообще не оказывают помощь. И там, где сегодня ты заплатил, тебя вылечат, не заплатил, тебя не вылечат. И если уж говорить так, послушайте, давайте так, только не будем переходить на это. Я помню, у меня в Минске эта встреча так удалась. Поэтому давайте, кто тут еще хочет, вопросы такие. Я Витольд Михайлович вам ответила. Дякую вам. Дякую вам, дякую. Может, кто-то про урожай хочет спросить? Давайте. Спрашивайте. Можно? Моя позиция очень простая. Уважение, внимание, уделите нашей улице генерала Беды. Наверное, Это мои вопросы. Хорошо. Сейчас, подождите. Факт то, что, понимаете, я больше 10 лет с этой просьбой обращаюсь. Еще был у нас Худык,
дожимки были. Он пообещал, на дожимке будет. А что там, асфальтировать ее надо или что? Не, ну там улица асфальтирована, но там все на ямах, и тротуаре не существует. Там ситуация в чем? Там действительно 2 микрорайона. Вот. Вы уже видели там новые автобусные остановки? сейчас? Остановки меня не волнуют. А что надо? Мне вся пыль идет вот сюда. А ко мне в глаза приходило и в нос. 15 человек, попросили сделать остановку. Нет, хорошо, правда, сделали Подожди, немножко неправильно. Секундочку, Сергей Васильевич. Так что надо там сделать, Я скажите? на дожинке мне Худик пообещал, что будет тротуар. После дожинок прошло 11 лет. Никого, у нас такой был зампредседатель по строительству. 16 обещал, 17, 18, потом ушел человек на пенсию. Ну так их и нет. Тротуары. Как? Тротуары там обещали Нет, вам, там- не сделали? Да, там Что? нет. Проект, Так. капитальный ремонт. Телевидение Вот снимало. слушайте, что отвечает. Как ваше имя, отчество? Валерий Вячеславович, телевидение снимало, показывало, года 2-3, реакции никакой. Вот. Ну вот сейчас, Деревня, вот тротуары. смотрите, Вячеслав, мы берем с вами на контроль, вот Сергей Васильевич скажет, что там делает. Буду. Давайте. Есть проект. вообще такая форма обращения граждан. Каждую вторую, четвертую среду я принимаю с 8 до часа, дверь открыта. Поэтому, видите, вы ждали такого собрания, что председатель Совета Республики Ничего задал страшного, вопрос. Сергей Васильевич, это А не ко мне страшно. люди, которые тоже точно Сергей так же Васильевич, сердобольные, вы мне переживают. скажите по тротуару, давайте не будем время тратить на... В прошлом году ко мне поступило это обращение, мы заложили деньги в бюджете на проектирование капитального ремонта всей улицы. Вот на данный момент идет разработка проектно-сметной документации. Я думаю, до конца года мы сделаем проект и экспертизу, а в следующем году приступим к ее ремонту. Сейчас что мы смогли сделать, это действительно, чтобы люди в грязи не стояли и не ждали автобус. Понимаете, да? Согласен. Ну, всё. То есть в 2021 году приступите к работам по устройству тротуара? По тротуару даже, может быть, и в этом году. Я Даже хочу может сказать, быть. чтобы его сделали как положено по технологии, а не так, как Ну на ладно. улице Центральной положили. Ну посмотрим. На улице Центральной положили тротуар, солнце вылезло 30 градусов, и он поплыл вместе с песком. Вот так у нас Проверить надо, делается. да, глянуть. А Иван Антонович возьмет это на контроль, и мы посмотрим тротуар. То, что будет заложено в бюджет на 2021 год, оно будет формироваться октябрь месяц. Все, хорошо. Улицу Всё, генерала, смотрите. генерал войну выиграл, 75 Я лет пометила уже, себе, да. и он без тротуара. Ну, сделают тротуар. Сказал же вам председатель исполкома. Зато Сделают. вот здесь вот плитки накатали, Не надо было. там никого нет, по этой плитке никто не ходит. Ну, говорят, тут все массовые мероприятия у вас будут, елка новогодняя будет на А площади. там люди в дождь идут по Хорошо, болоту, все. Ну, договорились. Все. Проект разрабатывают. Возможно, в этом году уже а в приступят. сухую погоду пыль Хорошо. пускают. Еще, пожалуйста, вопросы. А что женщины? Ну, я вам по поводу медицины, можно еще? У нас Да. поликлиника в одном южном городке, да? Сама терапевт мне говорит, анализы у нас неправильные. Один раз сдал такие, второй раз сдал такие. Я, говорит, зав поликлиники ему говорю, как лечить человека? По этим анализам или по тем? Он говорит, я не знаю, пускай говорит, человек платный сдает. То есть лаборатория, которая в поликлинике, работает неправильно. А вы мне скажите, вы имеете в виду анализы на эту COVID болезнь или вообще? Нет, анализы там Просто кровь, анализы, моча, там с вены, там т.д. и т.п. я не Ну, знаю. хорошо, проверим. Короче, вот так вот получается. Отправим. То есть она сама не знает, по каким анализам. Пришлем начальника управления здравоохранения Елену Николаевну, чтобы посмотрела, какие у вас тут лаборатории. И она очень грамотный человек, я думаю, разберется. И хотелось бы, конечно, чтобы бюджетные организации к людям относились бы с уважением, понимаете? Не относится. Как я говорю, вы живете за счет народа, а к народу относитесь вообще. А кто конкретно? Наоборот говорят, что их заведения считают за обслугу. Так про кого конкретно? Вообще про все. Все, кто в Даже про бюджете. медицину, про милицию. Плохо относятся, да? Ясно. Не, ну есть единицы, которые люди действительно уже поняли, где они живут, и нормально относятся. Может, это возраст на них влияет, не знаю. Может, есть люди добрые же у нас, есть злые. Разные. У нас все разные. Вы правы. Правильно? Абсолютно. Так что к одному заходишь, он кусается. Даже второй с такие есть. удовольствием. Ну вот я вас попрошу тогда, если у вас будут такие факты, вы проинформируете своего председателя, он, я думаю, разберется в этих Хорошо, вопросах. спасибо. Да, пожалуйста, пожалуйста. Меня Виталий Викторович зовут. Я хозяин этой усадьбы. И по вопросу, я слышал, что вы про приватизацию. Да? Ну вот не могу понять, почему мы не продаем свои предприятия, например, «Горизонт», когда покупаем LG российской сборки, например. Например, почему мы не продали
лакокрасочный завод, когда пользуемся только российской краской. Рынки все были потеряны, наверное, в то время, 90-е. То есть вы считаете, что надо продать предприятие? Конечно. Если, ну, вот если, сейчас... если население покупает LG телевизор или Philips российской сборки, они покупают белорусские. Ну, надо тоже было додуматься. А почему не покупают? Покупают. Даже в Евросети нет ни одного горизонта. В Евросети? Евросети или как это называется? Ну, может быть. Нету вот это другая история. Горизонта нету, да? Вот это другая история. Бренд, китайский. Кстати, Виталий Викторович, вы правильно говорите. Я сама поднимала этот вопрос. Почему сегодня мы продаем импортное и не продаем свое во многих магазинах? Вы абсолютно правильно говорите. У нас очень хорошая продукция есть. Великолепная. Всякое. Я вот, например, все, что на мне, это все. Может быть хорошее у нас. Запад, вот я вам скажу, Запад все, что на мне. Виталий Викторович, все, что на мне, это все белорусское. Начиная от сумки, туфель, костюмов, это все белорусское. И я пользуюсь только белорусским. Я, кстати, тоже все покупаю белорусское. Я вам больше скажу, что я вообще возмутилась, когда я приехала на предприятие «Слодыч», которое выпускает великолепную продукцию, вы, наверное, знаете. И когда у нас на предприятиях, допустим, в больницах еще там другое производство печенья другого производителя, а я хотела бы видеть свое, потому что там великолепное качество, там везде натуральные продукты абсолютно. Поэтому все зависит от того, какая еще торговая сеть пришла. Какие. Вот мне задавали вопрос, значит, вот эти магазины, что много людей секонд-хенды, а сегодня под личинкой этой секонд-хенда они везут новый товар абсолютно. И наш производитель, который выпускает хорошего качества продукцию, они не конкурентоспособны, получается. Поэтому вот тут тоже надо разбираться по всем этим вопросам. А что касается не продаем своих предприятий, вот вы говорите про лакокраску. Сейчас я приеду, там 1280 человек. Посмотрим, что скажут люди, продать их надо или не продать. Я не знаю, что там, ну, мы покупаем, я потребитель, покупаю краску российского производства. Прихожу в ОМУ и вся российская... Ну вот сейчас я уточню. А что касается продажи предприятий, скажите, разве правильно было продать БелАЗ? Он сегодня входит в тройку. Но я просто говорю, вот те бренды, которые мы сохранили, я вам называю просто. Надо было сохранить, что-то надо было продать. Почему покупатель приехал на горизонт наш, да, какой-нибудь там... А вы знаете это или вы... например. Вот приехал на горизонт. Так вы думаете, или так было? Я вас хочу купить. Нет, мы не продаемся. Ну хорошо, я поехал в Россию, купил Рубин. И сейчас мы покупаем российские телевизоры. Виталий Викторович, вы это знаете или вы просто приводите как бы абстракт? Ну как? Я в магазин прихожу, я вижу только LG. Горизонт. Ну, я еще раз... Видите, вообще уже нет. Ну где они телевизоры наши? Ну, я... Может Монголия. быть, я уточню, где Витязь, где горизонт. У меня? Да. Витязь. Витязь. И давно Витязь. Да? Приедьте. Я вас приглашаю в Полоцк к себе домой. Только в Полоцк. Дайте нам телефончик, Обязательно. Обязательно. Я вам дам телефон. Вы возьмите, откройте сайт Совета Республики. И там есть телефон. И как только вы только фамилию скажите, я запишу. Как только вы будете звонить... Ну, я сейчас дам мобильный, я просто хочу пожалеть своих родных и близких. Вы скажите вашу фамилию, как только вы позвоните, я с вами обязательно переговорю. Вы даже можете ко мне приехать, мы с вами побеседуем. А что касается сохранения предприятий, так это наше достояние, что мы сохранили МАЗ, МТЗ, БелАЗ, Нафтан, Мозырский НПЗ. Это возможно, да. Конечно. Но не все же надо было так вот. А никто и не говорит про все. У нас есть ряд предприятий совместных, которые сегодня созданы и работают нормально и эффективно. Ну, а кроме того, який процент ефективно працюючих підприємств в Білорусі? Что если есть вопросы еще какие-то, то принимаются меры и решаются все вопросы. Да? Поэтому... Когда нам ждать? У нас не Я чему ж по зарплате так отставить? Ну, что еще? Давайте так. Лакокрасочному заводу, кстати, лет 15 назад питерские люди предложили порошки и технологии по изготовлению хороших красок. Равноценных там немецкой, бельгийской. Слушайте, может быть, Они отказались. Послушайте, я вот думаю, что Сергею Васильевичу надо просто посмотреть внимательно. И вот какой-то совет у вас же есть тут. Пригласите людей, которые сегодня вам подскажут в некоторых вопросах, что надо сделать. А может быть, кого-то взять где-то на работу трудоустроить. Пусть подскажут, потому что, ну, наверное, это где-то логично. Может быть, вы правы в каких-то аспектах,
Но на самом деле, сегодня я еще раз повторюсь, я уже в начале своей этой встречи говорила, не хочу просто тратить время на то, чтобы говорить о том, что сегодня работают все по-разному предприятия, и много таких предприятий, которыми сегодня просто гордятся и люди своими коллективами, и своим производством. И не надо вот тут вот обобщать это все, потому что это неправильно. И когда, я вам еще раз повторюсь, когда в Пинске одни называют Пинск-Дреб тюрьмой, а другие родным домом, потому что зарабатывают, потому что у них социальный пакет, и они живут, работая там на этом предприятии, и гордятся им. А почему-то другие считают, называют это вот так. Я специально не стала, еще раз повторюсь, когда давала интервью, говорить о том, что некоторые люди так назвали. Я бы лично оскорбилась за свое предприятие, за свой коллектив. И вот почему-то, понимаете, вот это все надыхается. Вот наше плохо, наше не так, мы не любим. Да любить надо свое. Стоп. Я покупаю только белорусское. У меня все белорусское. Я за границей уезжаю лет 5. Ну так вот, отлично. Я все деньги трачу в Беларуси, зарабатываю хорошо на Ну молодец, правильно. И я точно так. А пенсии мне, оказывается, не будет. Я так недавно узнал, да? Я все деньги трачу здесь, в Беларуси. А почему у вас пенсии не будет? Как? Ну, потому что я агроусадьба, а в агроусадьбе не подходит никакой пенсионный там, потому что я не плачу налоги, оказывается. Как это вы не платите? Я Такого плачу быть не может. 20 рублей. Ну вы же платите налоги. Раз в год. Но это не подходит. Ну, такого быть не может, что пенсии у вас не будет. С вашего позволения. Да. Александр Викторович, можно я вас вот приглашу к себе? Виталий Просто Викторович. Виталий? Да, Виталий. Загляните ко мне в среду. Давайте В среду послушаем. будет у вас время? Все. Давайте. Александр, прежде всего хочу поблагодарить за эту встречу. То есть видно, что вы грамотный специалист, организатор, со всеми говорите на равных, очень дипломатичный. Поэтому спасибо вам, нам это действительно очень приятно. И побольше таких встреч. Но вот хотелось задать вопрос, вот сказали вот о драйверах роста на будущие 5 лет, ну, как минимум. Есть ли вот среди этих драйверов роста раскрепощение какой-то вот инициативы или либерализация в фоне движения финансов, то есть как бы открытие фондового рынка, открытие как бы в России, как вот в России индивидуального инвестиционного счета, движение капитала, потому что очень есть одна инициатива, она очень классная, currency.com получается, вот, но этого мало, то есть весь мир как бы занимается, вы видите, ставки везде падают, и в России уже 4,5%, в Европе около нуля, в Штатах около нуля, то есть все деньги перетекают как бы на фондовый рынок. Как, мы будем двигаться куда-то вот, вы знаете, я вам так скажу. Конечно, сейчас вот вы видите, что заканчивается пятилетие. Реально производство абсолютно, здорово. Да. И в целом, и в кредитно-денежной политике должна быть абсолютно точки роста и движения вперед. Во всех аспектах сегодня мы понимаем, что надо, во-первых, вы же знаете, заканчивается эта пятилетка, начинается формирование планов на новую пятилетку. Почему было принято решение, и сегодня произошли кадровые изменения в правительстве? Потому что мы тоже понимали и понимаем прекрасно, что все зависит от людей. И та политика, которая проводится в стране, и как это все реализовывается. Поэтому, конечно, абсолютно, вот вы помните, ведь когда мы начали раскрепощение бизнеса, да, много ведь было сделано. Декрет принят по поддержке предпринимательства, развитие малого и среднего бизнеса, по развитию IT-страны, которое было принято. Такие вот действительно знаковые события, которые строительство, потом смотрите, Беларусь сегодня космическая страна. Атомная станция. Кому-то нравится, не нравится, это правильно. Франция, все остальные строят атомные станции, без этого никуда, потому что, это надо иметь свое. В любом случае, мы же не можем каждый раз надеяться на то, что нам дадут сегодня газ по такой цене, или завтра по такой, или нефть по такой. Мы должны понимать, что мы должны рассчитывать на себя. Поэтому абсолютно все инициативы, которые... Вот почему вы, кстати, должны знать точно. Вот тогда, когда проходит избирательная кампания, когда собирают подписи, ведь многие люди задают ряд вопросов, и достаточно много, вот то, о чем говорите и вы сейчас. Мы эти все вопросы саккумулируем, эти вопросы всегда берутся на контроль, и разумные предложения всегда рассматриваются, абсолютно всегда. Поэтому абсолютно сейчас я буду послезавтра встречаться с новым премьер-министром. Вы знаете, у нас новый премьер-министр. И все вопросы, которые я услышала тогда, когда проезжала, где-то еще какие-то вопросы, которые сегодня надо решать и которые выходят. Послушаю предложение правительства, тогда мы обязательно вас проинформируем. И вы услышите, это все будет обсуждаться, ровно так, как и Конституция, ровно так, как вот этот административный кодекс и КоАП и ПКоАП, вот сейчас рассмотрели, приняли ведь великолепные документы, великолепные. Это исходя из тех обращений, которые поступали от людей.
Понимаете, никто не живет оторванно. Как бы вам сегодня не хотелось, вот особенно Владимиру Владимировичу, я смотрю, вот все, а он вот так, больше всего настроен так вот, значит, как бы вы ни хотели, никто не отделяет сегодня никакой народ и власть, народ ни в коем случае. Вы абсолютно правильно говорите. Ну, это был такой лозунг. Был такой, а что? Ну, классика. Ну, неизбежно, Владимир Владимирович, ну, неизбежно, потому что, а что вы думаете, а мы откуда пришли? Мы откуда пришли? Кстати. Откуда? Ну вот, кстати. Ну вот читайте интернет. Ну, и... Поэтому, Александр, отчество. Александр Юрьевич, все будем рассматривать. Все, что сегодня принесет результат в нашей стране, поверьте, это не останется за... Но... Результат для страны — это норму сбережения персональной. Нет. Это как вот не надеяться на государство, самому тоже копить. Вы понимаете, но я вам скажу другое. Ведь надо принимать решения, которые действительно дадут результат. Ведь я не хочу тут говорить, потому что вот же меня пишут. Вы же понимаете. Завтра же это... Нет, но я сейчас начну рассуждать так, как мыслю я, как гражданин. Нет, это одна история. Я же провожу встречу. Я что буду? Я вот, если вы, Александр Юрьевич, останетесь, мы с вами проговорим. А если у вас еще будут какие-то предложения, вы мне их дадите? Очень неплохо реализовано в Российской Федерации. Я еще раз говорю, мы ничего не отвергаем того, что реализовывается в других странах и приносит результат. Ничего, абсолютно. Все, что эффективно и приносит результат, будет использоваться у нас. Но поверьте, многие страны идут по нашему пути. Да, абсолютно. И в этом вы можете не сомневаться. Ну что, Виталий Михайлович? Коли я зрозумів з усього, що ви сказали, можна резюме такое. Системных реформов не будет. А надо какие системные реформы? Ну, например. Да. Системных реформов не будет. Ну, например, какая системная реформа? В экономике. Пример приведите. Послушайте. Избирательная система, да? Избирательная система. Потому что в этом году нам непонятно вообще, как фальсификации не спынятся на выборах, политвязнел не выпустят, и нават, может быть, и нас еще так само присадить. Добро, будем верить. Виталий Михайлович, ну, во-первых, Витольд. Во-первых, ну, вы несколько, конечно, так уже повели себя так более резко. Я, во-первых, этого не говорила, и по фальсификации, ну, я с вами не согласна. Вот вы когда-то участвовали в выборах в избирательной комиссии? Конечно, участвовал. Нет. Я баллотовался у парламента. Да. Но вы были членом участковой комиссии? Кто ж нас туда пустит? Я назиральником был. Назиральником были. Да, и вы видели фальсификации? И я все зафиксовал. И вы видели фальсификации? Безумовно. А вот я вам приведу тогда пример, раз вы так говорите. А я занималась выборами. Я была в участковой комиссии, ну, совсем юной, молодой. Потом я отвечала в Новополоцке за проведение выборов. И вы знаете, да, нет, я вам так скажу, карьера пошла, а вы свою карьеру скажите мне, я свою, мы потом поделимся с вами, да? Давайте. Ну, я свою не скажу. Вот так. Так я вам так скажу, что вот когда, а я видела фальсификацию со стороны наблюдателей. Сегодня 70 тысяч, практически 70 тысяч каждый раз задействовано людей наших, которые занимаются избирательной кампанией. И когда вы обобщаете все и говорите о том, что фальсификация, это неправильно. Это мягко сказано, неправильно. Потому что когда у нас проходили выборы, не я проводила, а у нас проходили выборы президента в 2010 году, и на одном из участков молодые люди, 2 наблюдателя, сидели и сказали о том, они выкинули сразу же в интернет, вот, кстати, это такое зло, этот интернет, они сразу же выкинули, что значит они видели большой вброс бюллетеней на участке. Да, и я видела эту председателя избирательной участковой комиссии, которая рыдала и плакала. И другие наблюдатели, 20 человек, которые говорили, что это ложь откровенная. И вечером, когда просчитали, это действительно оказалось ложью. Это ложью оказалось. А вы представьте себе, насколько дискредитировали эту участковую комиссию людей. Зачем?
Вы Потому что это виноватите нечестные. меня у- Нет, не вы. Я Что, просто я лгу? я вам привожу пример. Вы говорите про фальсификацию со стороны не знаю кого, а я вам конкретный пример привожу. Я знаю, кого. Ну вот. А я знаю, что эти выборы справедливые и честные. И люди, которые проводят эти выборы, справедливые и честные. Там не Качанова сидит. И вообще, чтобы вы понимали, на избирательном участке по закону председатель участковой комиссии, он бог, воинский начальник. И к нему никто не должен туда вмешиваться в работу участковой комиссии. там Они мандаты работают, будет. люди, которых избирают решением исполкома. И поэтому не надо тут вот, понимаете, Исполком, говорить о том, бог. что фальсификация, Наталья, это надо доказать, если Пані это Наталя, фальсификация. мы с разных планет. Мы не Исполком, я не знаю, исполком какой это мы- вертикаль, мы с а вами- выборы... Почему это- вертикаль? Какая это вертикаль? О чем вы говорите? Ну а як Сергія Васильовича призначили? Ми його вибрали чи ні? Сергей. Цілком можливо, він і класний Но чоловік. Сергей Васильевич не будет в участковой комиссии. И в районной не будет, и в принимает областной. решение, кто будет Он в не участковой имеет комиссии. права Почему? Так а при участвовать в этих чому комиссиях. тут ви говорите які-то ісполкоми? Ну так вы, Конституція. хорошо, но по Конституции у нас есть органы, которые организовывают проведение избирательной кампании и по избирательному кодексу. Так ведь? Чому ніхто від інших партій не удільничає? Ну, это Витольд Михайлович, ну возьмите избирательную Мы кампанию. подали. Давайте, да. Мы подали за 26 годов по всей термины по Беларуси у участковые выборчие комиссии. Одинки были, только одинки, причем на таких А гротескных. кто вы? Там люди все. Я маю на увазі з опозиційних партій, як правильно як кажуть, з Ну, демократичних оппозиционные руках. партии, скажите, сколько у нас сколько у вас членов? Партии Вашей- БНФ? Да, сколько? Около, Ну, назовите. около 4 тысяч. Около 4 тысяч. Так. В партии БНФ Так. около 4 тысяч, да? А в профсоюзной, у профсоюзах у нас миллион. Ми знаємо, як Так туди, как ми знаємо, як туди если вступають, бы- як працюють если профсоюзи, будет як мене брать звільняли з процентном заводу, ніхто з отношении, профсоюзу так не, сколько должно быть? не Из 4 заступився. тысяч. А Как? ми поглядимо 9 жнивня. Скільки нас? Так я еще раз говорю, вы в процентном отношении Так посмотрите. чему не включают, как мы Беларусь, изнутри коммунистическая партия, все другие. Ви не хочете говорити з нами? Так почему я говорю с вами? Вопрос доверия, понимаете? А вот вопрос доверия. Так подождите, Если мы хотим, а чтобы вы выборы хотите- были признаны подождите. де-факто и Хорошо. де-юра, А вы не хотите, чтобы там Белорусы- были члены БРСМ? Которых Мы хотим, 700? чтобы там были еще и мы. Правильно. И чтобы мы могли Так нормально, не давали друг другу Вы там сфальсификовать, они не есть. дадут. Но Где мы там? количество, конечно, это не такое количество, как За будет 26 членов лет, профсоюза. за 26 годов на любых выборах любого уровня на пальцах одной руки можно людей перелічити, Так вас скільки это- було. вас потому что мало. Я маю на увазі з усіх опозиційних партій, 3%. з усіх демократичних Ну, рухів це і у вас все. 3%. Це у вас. Тобто, і причому я не договорив У нас на 97. гротесних участках Вінцика вечір. Я більше не слухаю. Я в политике ничего не понимаю сразу. Как это вы не понимаете? Не Ну, понимаю. Ну, одно Что вы тут скажу, делаете? что ваша пока позиция. Если, допустим, предположим, что на выборах Лукашенко проиграет, будете ли вы в оппозиции? какой? Какой? Ну, обычно, если придет кто-то другой к власти, например, Бабарыка придет к власти, он же там русский ставленник, возглавите ли вы потом оппозицию, чтобы нашу родную батьковщину там не захопили? Я вам так скажу. Москалю. Сказать честно и откровенно. Я с президента буду до конца своих дней. Я понимаю. Ну, Вот то и есть, всё. Если проиграет Лукашенко, вы в оппозиции будете стоять. Я буду с ним, с президентом. Тільки він президентом, може, не буде? Не будет. Но я буду с ним. Наталья Ивановна, Мы у вас- партию Наталья создаем. Ивановна, у вас большая ответственность. Вы второй человек в стране. Да. И настроение... второй я человек в Второй. стране. Нет, Нет. нет. При определенных Нет, второй условиях у нас вы премьер. Нет, у нас При премьер. определенных условиях вы станете вторым человеком. Премьер-министр. Премьер-министр, И второй нас- человек. Нет. По И, Конституции. может быть, сегодня все, что мы должны сказать, что настроение в обществе очень напряженное. И мы не знаем, в каком формате пойдут дальше наши все дела, потому что недоверия к выборам нету. И то, как относятся к людям сейчас на улицах, при том, что люди хотят просто показать, что Ну, Александр Юрьевич. Дмитрий Владимирович. Дмитрий Владимирович, я уже тут. Дмитрий Владимирович, ну, понимаете, вы же не можете говорить за настроение всего народа. Я же не говорю, я же Да. говорю то, что я Вы вижу, сказали, то, что я знаю. Да, да. Ну, ваше мнение такое, что настроение в обществе вот серьезное. Я прошу к этому отнестись серьезно. Относимся. Так если бы не серьезно, я думаю, что, наверное... Сегодня бы вы здесь не сидели.
Но я вам скажу другое, что вот вы понимаете, я вот разговариваю с вами, ну, я понимаю же, что многие в душе ведь со мной согласны. Вот вы можете... Ну, вы-то точно не Мы тоже надеемся на это, что вы тоже согласны. Вы точно нет. Что в стране назрели эти перемены. Какие? Скажите. Да Вот, Дмитрий Владимирович, какие надо вам перемены? Понимаете, у Вам людей надо какие? созрело желание перемен. Так, каких? Вообще просто перемен. Каких? Ну скажите конкретно. Уважение к людям, понимаете, просто уважение к людям. Частную собственность земли. Просто уважение к Частная людям. собственность на землю. Люди к нашему Надо землю слышали. распродать. Конечно. Колхозов чтобы. Да, вот это. А вы подумали о тех людях, которые хотят иметь колхоз? Яны уже спилися у колхоза. Что вы говорите? Я бываю у колхоза. А я бываю в колхозах, и не спились там люди. Там люди пашут, работают На их и не пашут. думают вот про то, Я в про деревне что. живу, я больше вижу. Послушайте, я была во многих предприятиях, сельхозпредприятиях, и говорить о том, что там спились люди, это неправда и неправильно. Люди работают. Это саўдэпаўская сістэма пабудавана не дзеля таго, каб прыбытак быў, дзеля таго, каб просто пільнаваць людзей Вы были на в вёсцы. элитных. В каких элитных? А мы у Я в наших. разных была. А мы Я у в наших. разных. Можейково было элитное. Я не была а там в сейчас оно Можейково. тоже загибает. Я не была в Можейково. Я была в обыкновенных колхозах, сельхозпредприятиях, где люди работают, создают благо и зарабатывают деньги. И Вас причем завезли в самое лучшее. меня никто не вез, я сама выбирала. Я выбираю сама, куда мне ехать. И более того, я вам скажу, чтобы вы понимали, и вам не казалось тут все вот это. Давайте я уже, ну сколько тут, полтретьего, я прошу прощения, сейчас пора уже третьего. закругляться. Давайте так, значит, ну в завершении нашей встречи. Ну, во-первых, я вам признательна, на самом деле, что вы пришли, что мы тут с вами поговорили. Вот Дмитрий Владимирович сказал, надо учитывать, что настроение разное у людей. Конечно, абсолютно разное, как в любой другой стране. Нет нигде единодушия и единого отношения ко всему. У каждого свои позиции, у каждого свои подходы. Я главное знаю, что у нас есть страна свободная, независимая, где есть, здесь соблюдаются права и гарантии людей, где если человек хочет учиться, учится, где человек хочет работать, работает, где человек может сегодня жить спокойно и не думать о том, что ему на голову посыпется бомба или еще что-то. У нас это все есть. Все дальше, я еще раз повторюсь, все зависит от нас, от того, хотим мы сегодня нормально жить и работать или не хотим, хотим мы конфликтовать с друг другом или не хотим, это все зависит от нас. И очень печально мне, вот понимаете, я вот слушала вас, мне на самом деле нормально, это нормально, а так было всегда. А скажите, когда было по-другому? Были какие-то времена, когда было по-другому, так было всегда. Это жизнь. И так будет всегда. Почему? Потому что, как бы ни менялось общество, люди все разные. Вы правильно говорите, один такой, второй такой, одному это нравится, второму это, третьему вот это. Один довольствуется только тем, что у него есть, и живет каждый раз за свою зарплату. Второй считает, что ему можно иметь деньги, которые идут слева, справа, отовсюду. У нас в стране коррупция непозволительна. И коррупция, нас никто не обвинит сегодня, власть, никто не обвинит власть в том, что сегодня у власти нахапали, приватизировали, что мы олигархи. Это только в интернете могут написать Качанову, который там под ней нафтан. Понимаете? А кто? Я не зря пригласила Виталия Владимировича к себе в гости в Полоцк. Вот как приедет, сразу зайдет ко мне. И он увидит. Можно в Дрозды, но это не мой дом. Можно в Дрозды. Но в Дроздах я живу на время работы на этой должности. Как только я оттуда уйду, я сразу оттуда съеду. Но если бы даже я вас пригласила туда, вы бы, ну я думаю, были бы удивлены, насколько там все скромно и так, как есть. Поэтому и у нас это непозволительно. А там, где позволительно хапать, набивать себе карманы, и власть имущих понимает, что только это их, у нас такого нет. И я сегодня спокойно с вами разговариваю со всеми, потому что вам не в чем меня уличить. И некого из власти ни в чем уличить. Если сегодня Качанова где-то провинится и переступит черту закона, завтра я буду даже содержаться не так, как вы про которых говорите. Поэтому будьте в этом уверены. И так было всегда, и так есть всегда. И кому-то это не нравится, чтобы было вот так, равноправие. Так говорит Лукашенко. А что думаете вы сами? Это я говорю. Вы повторяете ее слова? Нет, это мое мнение. Я не повторяю его слова. Это мое мнение личное. Окей. Все, что я сейчас говорю, просто совпало. Это да. А у меня совпадает с ним многое. Да? И я вот, понимаете, повезло мне. Потому что я
Я еще раз повторюсь, если вы меня услышали, я 5 лет работаю в республиканских органах управления. До этого я работала и жила в регионе. И занималась работой, работала вот точно так, как Сергей Васильевич, и нормально работала. И тут, я считаю, неплохо работаю. Но я не люблю, как Александр Геннадьевич, ложь. Ненавижу ее. Ненавижу ложь. И вижу, что в нашей стране это не проходит. Поэтому я думаю, знаете, как бы мы сегодня тут с вами ни говорили, мы себя от вас не отделяем. Мы народ не разделяли. Мнение у каждого может быть свое. Но самое главное, мы должны понимать, как бы вы, мужики, не хотели, и женщины, кто тут собрался, как бы мы ни хотели, вы должны включить разум, что можно иметь и что можно потерять, и сопоставить, что было, что есть и что может быть. И поэтому надо думать про то, как сохранить свою страну, на созидание, чтобы не допустить. Вы не хотите, чтобы ваши дети вышли и пострадали, и я не хочу, не хочу. Потому что это наше будущее, это наша страна. И точно так, как она вам дорога, она точно так дорога мне. И мы не можем по-другому. Поэтому я вас не пытаюсь, вот вы сказали, политическое тут мероприятие, я вас не пытаюсь ни в чем переубедить или убедить. В таком возрасте, как вы, уже сформировано ваше мнение и сознание. Что тут скажешь? Поэтому тут же мы собрались не для этого. Мне важно было услышать вас. Я признательна вам. Я услышала ваше мнение. Я услышала ваши вопросы. Я действительно вам признательна, потому что мне всегда было интересно, поговорить с людьми, и я всегда с ними разговаривала, между прочим, чтобы вы знали. Я когда работала, у меня тоже были независимые профсоюзы на нафтане, на полимере, я с ними встречалась, мы проводили много мероприятий. Мы неделю, они и есть там, есть, конечно, есть, да, есть. Их мало уже теперь, там, наверное, человек 60, может быть, но они есть, нормально, а никто ни от кого не отделяется. Поверьте, никто ни от кого не отделяется. Главное, не надо идти на конфронтацию. Если что-то... Вот скажите, вот последний вопрос я вам задаю, крайний сегодня, и расходимся. Скажите, вот из вас, вот вы сколько, Сергей Васильевич, здесь во власти? Немного еще. Сколько? Полгода. Полгода. 7 месяцев. Вот 7 месяцев. Вы вот, видя то, что вот какие-то у вас вопросы есть там к власти, вы вот вообще часто обращаетесь в исполнительную власть? Конечно. Обращаетесь, да? Это хорошо. Вот это важно. Это важно. Опосредованно. Про сродки массовой информации. Есть такой по личному вопросу. А сами лично не хотели бы никогда встретиться, да? Нет. А почему? А на холеру тогда сродки массовой информации. То есть вы через СМИ. Но вы же СМИ тоже, я так поняла, только эти... Нет. Нет? Нет. Смотрите, да? Гродненская тут. Что тут размениваться на Гродненское? Менское? Ну хорошо, что? Спасибо. Я вам признательна. Всего вам доброго, здоровья, счастья, благополучия. Счастливо вам. Да, всего доброго. Да, с праздником наступающим. Так, чекай, Что Сергей, я записали, привык. Сергей Иванович? Я надеюсь, я ж не умею пользоваться. Я их выключить не знаю.